Другой Арсий сочувственно кивал. Горе тяжкое у нашего Тархана. Раз сына убил Дев, то тело сына теперь нечистое. Труп его в воротах и будет лежать. Убирать 3 дня нельзя, раз Дев к нему прикоснулся. А через 3 дня телу ноги придется отрубить, чтобы убитый за живыми не вернулся, других за собой не потащил. И только тогда можно будет Арстархану похоронить сына. Мусульмане Арси подняли было оружие, услышав шум арбы, но, разглядев монаха, впрягшегося вместо мула в арбу, пропустили через мост монаха и сопровождавшего его кувшина без всяких вопросов. Арсии даже поклонились монаху. То ли поклоном Божьему человеку хотели в опасный час умаслить лишний раз Аллаха, то ли решили, что раз с впрягшегося в арбу монаха уж явно нечего взять, так хоть благословение. Наплавной мост был длинным. Вениамин и Тонк миновали его молча. Расставались Вениамин и Тонк уже на острове. У самого края моста, как раз напротив юрты Арстархана. Вениамин сказал, щупая ладонью рассеченное плетью лицо: «Вот ведь как бывает. В другое время ни за что бы никого ночью на наплавной мост Арсии не впустили, а раз Дев в городе разгулялся, то вроде уже и не надо порядка». Тонк вперился в Табутаи, словно прощался с прахом отцов. Вениамин топтался на месте. «Ты, Тонк, выпрягся из своей арбы у юрты Арстархана. Зачем?» Вениамину не хотелось верить, что Тонк вправду направился сдаваться. «Ну, я пошел на плаху, кувшин», — усмехнулся и свысока глянул великий принц на Вениамина. Взгляд этот был, однако, чист и светел, без высокомерия. Волчонок, скорее уже с высоты своей жертвы, жалел Вениамина. Бабочка влетает в огонь и через гибель свою сама становится огнем. Волчонок увидел себя в бабочке. «Так это ж в самом деле юрта самого Арстархана», — пугал Вениамин. «Он тебя замучает. Напрасно ты решил сдаться начальнику стражи. Это же я тебе зря сказал, хотел проверить, не Дев ли ты. Кто же сам сдается?» Тонк не ответил. Молча снял с шеи алмазную цепь, протянул. «Продай камни, обзаведешься новым хозяйством». Старик еще потоптался на месте, думал. Потом вздохнул. «Пусть твой бог будет с тобой, когда тебя станут мучить, а цепь оставь себе. Отдашь палачу, чтобы убил скорее, чтобы меньше мучил». Вениамин побрел дальше. Он думал о терпении. Ведь разве не терпение спасало столько раз таких, как пришедшие из-за реки? Он думал, вдруг это ради просветления души случилось сегодня с ним то, что случилось. Ведь учит же книга Йоцира, творение, что задача души единственно состоит в том, чтобы она во время земной жизни подверглась испытанию. Но вот почему боги так рьяно подвергают испытанию именно его душу, а не душу разжиревшего, похожего на сплошной кусок сала толстяка Фанхаса, того самого, который до сих пор торгует детьми и когда-то нажился на продаже Вениаминова мальчика? Почему не трогает скупившего полгорода управителя Кагановым хозяйством Ишу Иосифа, который давно уже настолько обнаглел, что при живом Кагане нередко именует себя царем и требует для себя таких же, как Каган, почестей? Или, может быть, его Вениамина невидимый, неизреченный и неназываемый бог столь придирчив к бедным и столь снисходительный к богатым, потому что священники недобросовестно докладывают Богу? Получая от богатых подарки, они за эти подарки только о богатых и молятся. Уже полнеба было залито желтизной. Вениамин прибавил шагу. Он не шел, он теперь почти бежал мимо деревянных истуканов, известковых балбалов, мимо саманных коробок киназ, деревянных шлемов церквей и каменных башенок мечетей, мимо множества святилищ, при которых, как мух при жертвенниках, удобно расплодилось превеликое множество толстых и тонких,
но в душе, как казалось Вениамину, одинаково засалившихся священнослужителей. «Чревоугодники!» — стал ругать про себя Вениамин всех священников. Но какой-то миг он даже шагнул в своих гневливых мыслях еще дальше. Ему открылось, что священники вовсе не нужны, потому что они служат пустоте, потому что, может быть, нет вовсе Бога, никакого Бога, ни у кого. Но тут же он остановился, оказавшись перед пропастью. А как же тогда быть? На что рассчитывать перед начинавшим вдруг слишком жарко палить солнцем или бурей? На кого надеяться, если давно не идут дожди? Как жить, чувствуя себя ничтожеством? Жить в опустошающем волю бессилии? Ведь не случайно, если боги не помогают, то входит в людей ересь. А еретики только и обвиняют друг друга в отрицании богов. Они травят, жгут, распинают своих противников и себя самих. Они кричат, что человек, сегодня дерзнувший поправить Бога, завтра способен отринуть его вовсе. И все же почему-то именно в постоянной ереси спасение от застоя и полного крушения веры. Ересь, соль мысли. Так рассуждал сам с собой Вениамин. Нетрудно догадаться, что в глазах священников из Белого храма, того, что построен на острове, Вениамин уже сам давно слыл еретиком-караимом, хоть числился у них при Белом храме в духовной академии, от клееваров, как Анан был от ткачей. Нет, Вениамин еще никогда не выступал на собрании общины в Кинасе с утверждением, подобно Анану, что нет никакого избранного народа, а все народы равны. Вениамин помнил, что у него много дочерей и боялся расправы, но Вениамин был старейшим в клане ремесленников, и ему не раз выпадало идти в челобитчиках к властям по случаю притеснения со стороны купцов-рахданитов. А раз он был челобитных, то вот и проклятый караим, вот и злокозненный еретик. Да ведь это и неспроста, что именно его, угрожая чуть не бунтом, ремесленники впихнули в академию. Но ведь кому-то надо быть челобитчиком за бедных людей. Кто-то их должен защищать, если к ним нет внимания от священников, и они оказываются без Бога, думал теперь Вениамин. Ведь для этого же меня и в академию от народа вводили, чтобы я там интереса ремесленников в обиду не давал. И не провидение ли в сложившемся сегодня? Не освобождение ли его духу? Ну почему ему, Вениамину, теперь не принять на свое чело этот терновый венец проповедника за бедных? Он же теперь свободен совсем от имущества. И он свято и мудро верит в учение Анана. Он стоит и вынесет за справедливость даже дыбу. Он уже стар, а старику что ему дыба? Нет, он сегодня не пойдет, как пес без хозяина, вон из города. Он пойдет по дворам, он будет проповедовать. Он зайдет во все дворы и каждому расскажет в городе про великое учение Анана о равенстве богов. И тогда не будет больше кабар. Они растают совсем, как истаивают холодные льдины под теплыми лучами солнца. Это они, кабары, разрушили сегодня очаг Вениамина. Больше они не разрушат ни один очаг. Рассвело. С минарета громко закричал мулла. На острове, на плоской крыше иудейского белого храма, утыканной золоченными гвоздями, чтобы на нее не могла присесть и осквернить храм птица, показались в желтых одеждах жрецы. Они тянули руки к уходившей луне. Как жрецы сами умудрялись, не поранившись, ступать меж гвоздей? Или в этом и есть главная мудрость обслуживания богов? С левого берега звенели колокола. Это приглашало прихожан к заутренней христианская церковь. А снизу, с реки от ветвистого дуба, громко прокричали серебряные трубы, звали к идолам. Вениамин резко повернулся и пошел назад к наплавному мосту.
Напротив юрты Арстархана одиноко стояла прикрытая синим покрывалом повозка с табатаями. Она торчала, как синий знак печали, резко выделяясь на желтом прибрежном песке. Полог в юрту Арстархана был слегка откинут. Видимо, великий принц, наконец, вошел на плаху. Ну что ж, пухом будет ему земля. Вот он тоже ищет духовного подвига. Вениамин миновал мост. Теперь он шел, смешавшись с толпой, среди людей, спешивших кто в поле, кто на виноградник, а кто на молитву. И на левом берегу возле христианской деревянной церкви Вениамин увидел толпу оборванных ербигал, шейных колодок. Так звали в городе рабов, которым полагалось ходить с деревянной колодкой на шее. Ербигалы потолклись возле двери и не очень решительно стали заходить внутрь христианского храма. Вениамин подумал, что вот так же где-то на чужбине, проданный им самим в рабство, неловко просился к чужому богу его собственный сын. А что, если он вернулся? И на мгновение он как будто даже увидел сына среди рабов, совершенно голом, пепельно-сером человеке, который втерся в очередную группу ербигал, входивших в храм. Голый пепельно-серый человек был длинен и тощ, с вытянутым лицом, как у самого Вениамина, и чем-то смахивал на Дева. Голый Дев, его сын, серый человек у христианского храма. Мысли путались у Вениамина в голове, один обрек находил на другой. Но почему они были все так похожи на него самого, Вениамина, когда он был помоложе? Неужели это побеги его собственного облика? День 9. Балбау-Арстархан. Быстро темнело. Свет от вышедшей луны расчертил землю длинными тенями, а на крыше Белой башни на острове появилась острая фигурка Иши, тянущего руки к лунному свету. Пора было разводить стражу. Но начальник городской стражи Арстархан в эту ночь не вышел на службу. Сейчас он сидел в своей юрте на корточках, хватал обожженными ладонями золу из неостывшего очага и кидал ее пригоршнями во входной полог. К нему в этот день никто не смел войти, но он был начеку, чтобы сразу кинуть пригоршню золы в откинутый полог. Он думал, что он так защитится от Дева. Когда ему сообщили, что в полночь голый человек, везший гробы, зарезал его сына, то он сразу понял, что это голый Дев и что Дев пришел за ним. Пришел, как положено Деву, с гробами, и все прочее тоже, как положено, совершает. Сначала сломал его Арстарханову ветвь, а затем вырвет и корень. Узнав, как Дев расправился с сыном, Арстархан не заплакал, но быстро прогнал из своей юрты жену с дочерьми и прислугу. Может, хоть кто из них ненароком спасется, и разгреб очаг, чтобы было побольше золы. Окружать себя воинами тоже не стал, а напротив, прогнал их. Против Дева воины бессильны, зачем губить еще и воинов? Дева Сирич возмездия на свою голову ждал Арстархан давно, но после того, как по приказу Иши Иосифа он расправился с русскими купцами, везшими в город хлеб, и тем вызвал на свой город голод, ему стало ясно, что если есть в мире хоть какая-то совесть, то она должна его наказать. Арстархан и прежде не питал особых надежд относительно добропорядочности своей службы. Еще когда только нанимались они всем племенем в Итиль-город служить стражниками, предчувствовал Арстархан, что прокормиться они, конечно, на службе у Иши Иосифа прокормятся, и погулять, может быть, даже с саблями в руках погуляют. Но раз служба бессовестная, то и расплаты за нее все равно не миновать. Надеялся он, однако, что из-за смены веры боги его предков потеряет из виду, и что хоть перед памятью предков не будет ему стыдно.
но слишком уж много натекло с его рук крови в землю, просочилось. Вот и добрался до него дурной Дев. Арстархан взял еще одну пригоршню золы, наугад бросил ее в полог. В городе Арстархан держался надменно, мало с кем говорил, ходил всегда в доспехах, так что его даже прозвали Балбалом, глыбой камня, немного обтесанного, то намека на фигуру. Подобные глыбы в Великой Степи ставят на дорогах, отмечая места, где убили врагов. Но сам-то он про себя знал, что вовсе не каменный он, а просто Тархан несчастного племени, потерявшего в песчаную бурю свои стада и теперь вынужденного во главе со своим вождем служить на чужбине в наемниках. Сейчас он жег золой себе руки, леча болью рук слабость своей печени. Вытирал локтем сухие глаза, не плакавшие о сыне, и сам понимал, что не плачет только от крайнего отчаяния. Куда ему теперь без сына? Он и навстречу-то дурному Деву подняться как воин не сможет. Как на гибель ему гордо идти, когда он побега после себя не оставляет? В душе он чуть-чуть надеялся, что Дев про него забудет и не придет. Но, видно, напрасно. Дев все-таки пришел. Арстархан почувствовал по дунувшему ветру, что открылся полог, и снова кинулся золой, но услышал невозмутимый ответ. «Хан Карба, зиму прожил. Приветствую тебя, доблестный Арстархан, потомок известного небу многими воинскими подвигами рода Хотир. Если это ты, и я не ошибся юртой, то прошу, не бросай в меня золой. Раз ты в городе служишь начальником над стражею, ты все равно, что полководец. А разве не написано предками в наставлениях полководцу? Не спеши, если даже какой-нибудь человек придет посмеяться над тобой. Не бросай в него горячей золой, а смотри на него благожелательно со смеющимися устами. Только простой человек может в горе кидаться в других золой. Полководцу не позволено. Полководец должен думать о других и уметь смирять свое личное горе. Арстархан не видел, кто так повелительно заговорил с ним. Он слышал только голос, немного ему знакомый, будто когда-то слышанный. Впрочем, известно, девы могут говорить любыми голосами. А голос уже жестче повторил: «Ну что ты, Арстархан, опять кидаешь золой? Ты обожжешь мне глаза, а я пришел к тебе сдаться. Бабочка летит в огонь и через гибель свою сама становится огнем». Арстархан встал, хотел шагнуть навстречу пришедшему, но ноги не слушались его, язык тоже. Он выдавил: «Знаю твое сдаться. На, вот моя грудь, убивай меня, Дев, не тяни!» Арстархан выдавил из себя этот вызов и почувствовал, что уже не дрожит так, как прежде. Догадайся он заранее положить рядом с собой саблю, он бы сейчас, может быть, даже попробовал бы броситься на Дева, попытался нанести ему хоть какую рану, мстя за убитого сына, прежде чем сам погибнет. Но Дев не ударил кинжалом Арстархана, а предложил: «Ну, зажги светильник, мне надо с тобой поговорить». Арстархан съежился. Он знал, что предстоит обычный разговор палача с жертвой, и не хотел никакого общения с Девом. «Не надо, Дев, со мной говорить, ты меня не проведешь. Я тебе не назову никого из своих сородичей, как бы ты меня ни мучил. Я виноват один. Сородичей моих не за что искоренять». Арстархан ответил, как положено воину, и после этого плюнул на голос. Он пришел в себя не для жизни, для смерти, но пришел в себя как положено. На своей службе начальника наемной стражи он всегда больше всего нажимал на то, чтобы делать все как положено. Это ему было нужно для того, чтобы выглядело все так, будто не он, Арстархан и его стражники, а вроде бы сам Тере, то есть обычай, закон, действует его руками. Теперь это положено, снова пришло ему на помощь. Он старательно плюнул еще и еще, как защищающийся от слона верблюд, который знает, что уж если слон рассвирепел, то все равно его раздавит, но
плюется до конца, раз так природа ему положена. Арстархан плевался и чувствовал, как ему становится легче. Было тяжкое горе, был ужас, а теперь пришла к нему самое его нутро, как бы лишь та же служба, какую он исправно нес изо дня в день, как положено. Теперь он просто как положено служил своему горю по сыну и своему страху перед неминуемой смертью. Доблестный Арстархан, кончай плеваться и скажи мне, как положено: во имя Аллаха прошу тебя войти в мою юрту. Услышанное от знакомо-незнакомого голоса «как положено» будто прокололо Арстархану печень, и он перестал противиться. Поникши сказал: «О, тот, кто пришел за мной, подожди меня снаружи юрты, я сейчас к тебе выйду». И вышел навстречу Деву Арстархан, и увидел, что луна зашла за тучи, и вокруг юрты сплошная темень. Но не в темени ли приходит судьба? И, как уверяла потом хазарская хроника, получился у Арстархана с самой судьбою своей разговор. Роковой разговор. Для нас, сегодняшних, выглядящий нарочито туманным, запутанным и длинным, потому что надо было говорить Арстархану со своей судьбой на тогдашнем языке Востока, непременно с иносказаниями и словесными украшениями, дабы запутать подслушивавшего демона и проявить свою начитанность и почтение к гостю. Но не поверил Арстархан. Он испугался, что в облике принца Тонга-Тегина, волчонка, пришел к нему и искушает злой Дев. Арстархан задернул полог в свою юрту и оставил Дева с его гробами на улице. И Дев, проклятый вместе с ними, куда-нибудь сгинет. Ну, а если бы это был не Дев, если к нему в самом деле приползла змея с золотой головой? Если волчонок, поверив в полководческую звезду Арстархана, готов доверить ему священные табатаи и медное знамя, символы власти в Каганате? И если, чтобы спасти Эль, хазарский народ государства, волчонок вправду готов пожертвовать собой и сгореть как бабочка, лишь бы пришел сильный полководец Арстархан и снова высоко разжег священный огонь Эля. Сомнения все-таки сжали гордую печень Арстархана. Что тогда? Арстархан пошел к очагу, взял в ладони полную горсть золы. Зола полила ладони, но Арстархан дошел с нею до полога, отодвинул плечом полог и, выглянув наружу, столбом пыли рассыпал перед собой огненную золу. Так, обезопасившись, крикнул: «Эй, ты, который приходил ко мне сдаваться, приходи ко мне после начала весны, тогда и разберемся. Приходи, когда весна начнется». Вернувшись к очагу, Арстархан за тягостной молитвой о погибшем сыне, время от времени прерывая ее, думал о себе, какой он, как ворон терпеливый. Всякое сомнение должно само умереть. Свернувшуюся в клубок змею безопаснее всего не трогать. Вылежаться должно всякое решение. Ворон клюет падаль, которая умерла и уже не может сопротивляться. Но живет-то ворон дольше всех. Кто меня считает каменным истуканом-балбалом? Я, ворон. День 11. Памфалон из всех родов. Епископ Дукитий, удобопреклонный по прозвищу Хазара Прозопос, данному ему в святом городе Новом Ритме Константинополе, служил свою последнюю службу. Он уже привык, что из собора от дома и от дома к собору его, как заблудшую овцу, упрямо пасет хищник, и то, что этим хищником была постоянно скользившая за ним почти незаметная, сливающаяся с серым днем баруа тень, вовсе не ослабляло его страха, но, напротив, делало страх ноющим какой-то тонкой, противной, как вонзающаяся игла сатанинской болью. Он же начал изнемогать от этой ноющей тонкой боли и готов был сам кинуться под нож,
Только бы боль оборвать, только бы оборвать безысходность гибели, преследующую его, точно как эта серая тень. И сегодня епископ уже сам определил, что служит свою последнюю службу, больше нет сил. Сегодня Хазаро-Прозопос оправдает свое прозвище. Хазарская рожа в последний раз послужит бедному люду, простоволосым и черным хазарам, кочевникам, которым он стремился дать кусочек надежды, скажет все, что он может им уже свободный от бремени кафедры в епархии и оков церковной дипломатии, искренне и горячо сказать все. Он больше не удобопреклонный. Сын степи, он хоть и поверил, что только взаимная людская любовь может спасти человечество и уравнять рабов и рабовладельцев, бедных и богатых, в небесном царстве спасения, но всегда с трудом для себя призывал прихожан подставлять тому, кто ударит в правую щеку левую щеку. Слаб и страстен человек и скор на расправу. Конечно, ежели ты раб, а тебя бьет господин, то приходится подставлять другую щеку. Хазарская рожа не верил в рабов, которые не ждут момента, чтобы скинуть с себя своего господина и хорошенько посчитаться с ним. Он знал только, что до поры до времени рабу приходится притворяться. Вот так же, как сейчас притворяется он, Хазар-Прозопос, христианский епископ, желая выгнать лукавого Ишу-управителя из своего храма и по слабости своих сил не смея этого сделать. Хазар-Прозопос вспомнил про Ишу и пошел по храму. У ниши с изображением Петра Апостола, где по обыкновению прятался Иосиф, он остановился, взмахнул кадилом, дождался, пока Иша, привлекший к себе всеобщее внимание, вынужденно не пошел к епископу, не опустился за положенным благословением на колени, и тогда епископ широко и размашисто перекрестил своего врага. Ему было не по себе, что он благословляет спекулянта, наживающегося на голоде, но Иша Иосиф был тоже, как и епископ, избранным, принадлежал к высшему сословию, и епископ должен был соблюдать закон власти. Иша Иосиф гордо принял благословение и сразу поднялся с колен. Какое-то мгновение они оба смотрели с ненавистью друг другу в глаза. Восколицый, приземистый, будто случайно оказавшийся в храме степной всадник с зеленым колобуком-соколом в лохматых волосах и такой же маленький, но горбоносый, сам как хищная птица, вызывающая рыжий Иша по рангу управитель при Кагане, а по реальной власти давно властитель всей Хазарии. И епископу кажется, что вот-вот он не сдержится, сам грубо спросит: «А ты, Иша, как думаешь, что будет после того, как с твоей помощью, и боюсь, что по твоему драгоценному совету, меня красиво в ореоле мученика прикончат?» Но Иша резко повернулся и, слегка пригнувшись, словно хоронясь отпущенной ему в голову стрелы, быстро пошел прочь из храма. А епископ вернулся к кафедре и стал медленно снимать облачение. Он скинул с себя амафор, нарамник и сразу внутренне перестал играть роль великого архиерея. С горы блаженств спустился назад в свою маленькую и тесную церковь, стал обмякать душой и телом. Сердце у него еще часто билось, глаза медленно затухали, теряя лихорадочный блеск. Он объявил, что служба окончена. Он остывает сердцем под медленный псалом, который поет калека. Он думает, как он еще что-то докажет Новому Риму. В Константинополе сидят ромеи, они предают нас, думает Хазаро-Прозопос, уже совсем как еретик. Но тут снова вспоминает своего сугубо восточного голого Девы, который таскается за ним как тень. Нет, тут его не возьмешь на испуг. Это шло за ним не знамение, а живой убийца, и хазарская рожа опередит его. Он просит защиты. Люди, хазары, Новый Рим устал ждать проку от своего епископа в хазарах.
Я не смог вас подбить на погибельный поход на Русь, и мне уже намекнули в Питакии про нового святого мученика. Неудобопреклонных епископов не лишает кафедр, они становятся мучениками. Оглядитесь, где-то уже среди вас тот коварный язычник, который с помощью одного ловкого удара ножа здесь, во храме у алтаря, сделает меня сегодня святым. Я удивляюсь, почему он так долго не протискивается ко мне? Или боится скопления народа, что не успеет убежать, что вы все разорвете его здесь на месте? О, я помогу ему, порожденному лукавым святым Константиновым градом, мусульманскому деву. Я подойду сам к нему. «Вот видите, иду!» — кричит епископ. Нет, хазарской роже только кажется, что это он так кричит, потому что его горло пересохло. Сердце разрывается на части от боли и опух язык. Да и как он может кричать против того, что уже предопределено? Он поднимает голову, и его взгляд скользит по храму. Отчего почти никто не ушел? Может быть, многие просто ждут, что я еще раз вынесу им противень с ломтиками хлеба, думает епископ, и слышит, как церковный староста громко повторяет: «Больше не будет обносить хлебом! Нету хлеба!» Староста знает, что освященный хлеб непростой, но кричит. Храм быстро пустел. Служки уносили светильники. Только что было в храме влажно, как в мовнице, теперь воздух быстро холодел. 2 лампады остались освещать внутренность собора, по которому вместе с людьми теперь, казалось, на равных блуждали тени. Епископ дунул на 2 последние лампады, еще теплившиеся перед образами. Одна из них сразу погасла, другая же, напротив, вспыхнула, ярче разгорелась. Тогда епископ стал спиной к темноте храма, лицом к образу апостола Петра, перед которым осталась горящая лампада, и стал тихо молиться за себя. Лицо его было жестким, а слова молитвы давно вбиты в память, будто гвозди в доску. Он молился очень долго, и когда он поднялся, чтобы пойти в притвор разоблачиться, то было с ним, будто идет он не по полу храма, а по днищу ковчега, будто ходит под ним пол. Потом из темноты притвора как бы отделилось и поползло на него нечто похожее больше на тень от него, нежели на самое себя. «Благослови, Отец Святой!» Но не просящим, а совершенно невыразительным голосом, как тень голоса, бесцветно, и потянулась к руке Хазара Прозопаса с поцелуем. Поцелуя Хазара Прозопас не ощутил. Нечто же повторило: «Благослови, Отец Святой». Епископ поднял руку для благословения, но вместо этого начал загораживаться, заслоняться рукой. Нечто же вдруг коряво и громко, истошно громко, чтобы слышали там, во дворе храма, все, кто еще не разбрелся, крикнуло: «Салам алейкум!» А может быть, крикнуло и не это вовсе, а что-нибудь другое, но что-то не христианское, а громко мусульманское, такое, чтобы все сразу там во дворе поняли, что мусульманским духом против кефира христианина пахнет. И в ответ на этот громкий крик сразу громко засмеялся Хазар Прозопас. «Ха-ха!» поднялось к куполу храма, и там застыло, повисло, прилипло. И в единственном свете лампады, мерцавшей перед образом апостола Петра, сразу будто обогрилась позолота на иконах. Но кровь будущего мученика еще не пролилась, и нечто не пропало, а вроде как на колени склонилось и попросило: «Ты благословил меня, Святой Отец, а теперь исповедуй. Сейчас же прими мою исповедь, ибо я тороплюсь, и хотя я и вижу, что облик мой непереносим для тебя, но обратиться больше мне здесь не к кому,
а душегубство душу тянут. Я, Назарей, монах, святой отец, добрался сюда из святого города, но совершил здесь уже много грехов. Человека убил, стражника, сына начальника стражи Арстархана. Я его не хотел убивать, человек этот не поднимал на меня оружие, но я поторопился и убил. А другого человека я удушить хотел. Наследника я душил, сына Кагана, великого принца Тонга-Тыгина по прозвищу Волчонок, который в город вернулся. Он опять захотел смуту сеять и о величии Эля болтать. Вот я его и удушил, но ожил волчонок. Видно, нечистая сила в нем есть. А третий грех мой сейчас случится. Ты сам понимаешь, какой. Я должен это сделать. Так надо. Не все ли тебе равно, кто это над тобой совершит, я или кто другой? Для возвышения веры нужно сие. Так будь же смиренно мудрым. Отпусти мне 3 греха, святой отец. И стала ползать. Нечто на коленях перед епископом, и все норовило поймать губами его руку, а епископ протянул руку и спросил: «Долго добирался?» «От баб Ал-Аббаба?» «Значит, по Кавказу через халифат, через враждебные Христу земли? А почему не через Крым? Там готы христиане, там много христиан-руссов». «Ах, готы от метрополии Святого Рима откололись. Готский топарх попросился под руку к великой княгине Севера, к Ольге. Понятно, почему в Питакиях на меня так нажимали, чтобы я подбил хазар напасть на Русь». Епископ спрашивал совершенно буднично, а нечто быстро, торопливо отвечало ему. И чем внимательнее присматривался к этому нечто епископ, тем более прояснялось это нечто ему, и уже вроде бы обрело очертания чужой тени, той самой, что скользила за ним на рассвете от моста к храму. Был пришелец, выбранный Новым Римом оказать последнюю услугу своему епископу, сух сложением и сух лицом, высок, но невыразителен очень, и наг. И пожалел его епископ, снял с себя и отдал ему нагому свою верхнюю одежду, и все с себя снял и отдал. И хлобук свой зеленый, епископский, как сокола связанного от своих лохматых волос, отцепил, и не без значения тоже отдал. Тому, кто пришел ударить в правую щеку, подставил щеку другую. Благословил обижающего себя, возлюбил врага своего, не воспротивился злому, сказал: «Аминь. Я отпускаю тебе твои 3 душегубства. Слушай, вот я говорю тебе, скорые в заступление и крепкие в помощь. Предстань благодатью силы твоей и укрепи совершение намерения благого, раба твоего произведи». И тень тогда ответила епископу: «Так ты понял, отец, что я убить тебя хочу?» «Понял. И вот я благословляю тебя. Совершай». «Ну что ты тянешь?» «Отец святой, я за смиренно-мудрее свое опасаюсь. С именем Божиим, хоть я на совершение пришел, но не смирение чувствую. Наложи, святой отец, еще на меня эпитемию, ибо возгордился я тем, что мне выпало совершать. Надеюсь, что кафедру твою мне за мое служение отдадут, а это высокомерие. Я ведь из бывших инакомыслящих, но в ереси покаялся богомерзкой, и уже имя свое во епископах знаю, Памфалон, из всех родов. Вот тебе эпитемия. Ступай и молись завтра за меня, принявшего муку за веру епископа, весь день, а больше не надо. Теперь же совершай свое дело, а я стану сейчас за тебя молиться. Только имя скажи, за чье прощение мне сейчас ко Спасителю молитву свою вознести?
Ты ведь при прежнем имени еще. Памфамир, всего лишенный я, — ответила тень. И помолился Спасителю за врага своего, хазарская рожа. А потом повернулся к нему спиной и пошел из храма и выглянул во двор к еще не разошедшимся прихожанам. Остановился у дверях храма и, чтобы привлечь к себе внимание, громко крикнул, пораженный ножом в спину: «Принимаю смерть за веру в Спасителя от еретика, выблядка Иудина!» И охнули в церковном дворе, когда покатилось во двор со ступенек храма тело епископа. Закричали: «Где стража? Пусть хватает убийцу! Нельзя звать стражу, ежели епископ убийцу своего милосердно простил. Не должно такое прощать! Простил, мы христиане, прощению нас Спаситель учил. На нечестивых Христово прощение не распространяется. Лови убийцу! В церкви скрылся! Крестом его крести! Эй, а где начальник стражи Арстархан? Как свои мусульманские мечети так охраняет? А почему в церкви дозора не выслал? Сына у него Деф убил. Горюет Арстархан. Мало ли что горюет. А службу все одно не должен забывать. А то вот пойдем и мусульманскую мечеть обезглавим. Помните, когда в прошлом году христианин Рахданита чужеземного убил? Так в наказание Иша Иосиф всю зиму церковь обезглавленной продержал. Вот, а теперь у нас мусульмане обидели. Обезглавим мечеть, снесем минарет, бей мусульман! Где хабары? Да здравствуют хабары! Затянули песню черного праха. Крепко подвяжем хвосты, поднимем черный прах. Но оружие так и не подняли. Обшарили церковь, но нашли только ворох епископовых облачений, словно их кто примерил на себя и в попыхах сбросил. Убийца епископа как тень явился, как тень и исчез. Впрочем, раз все равно убийцу надлежало милосердно простить, то его не очень и высматривали. Так потом язвили злые языки. Тело Хазара Прозопаса уже начало холодеть, и, провожая отлетающую душу своего епископа, хазарские христиане опустились на колени, молились. Посыльный из Каганова острова принес старости общины чудом в один день доставленный из святого Нового Рима Питтакий. В Питтакии христианская община в Хазарии извещалась, что хазарам рукоположен новый епископ Фамфалон, и что епископ этот уже давно отплыл в Хазарию. Обсудили Питтакий, обдумали, чем встретить нового епископа. Затем стали обсуждать, как похоронить прежнего епископа. И тут не к месту вспомнили, что на завтра по всей Хазарии начинается Новый год, всеобщий праздник, что с рассветом весна священная приходит, солнце с собой приводит, и весь город выйдет завтра солнце на высокий правый берег встречать. Ну что же, поглаживая свою черную бороду, изрек церковный староста: в праздник никак нельзя будет нам нашего епископа хоронить. Придется на дни Нового года епископа в церкви оставить, авось не провоняет. Тело епископа подняли, понесли в церковь. Когда тело поднимали, то обратили внимание, что оно совсем одеревенело, вроде как подморозилось, потяжелело и не гнулось. «Не провоняет», — уже уверенно сказал староста и опять погладил свою черную бороду. С тем и затворили церковные двери. День 16. Золотоволосая Воислава. Про золотоволосую легенда повествует, что у каждого мужчины, который увидел ее, останавливалось сердце и перехватывало дыхание, потому что она была похожа на солнечный свет. Волчонок Тонгтыгин боялся с ней встречи и ждал ее. В детстве он дружил с золотоволосой Воиславой, юной дочерью русского торгового гостя Буда. Принц Тонгтыгин часто заходил
в лавку к Буду, потому что Буд нанял переписчиков и собирал для своей повелительницы, княгини Ольги, книги, а волчонок больше всего на свете любил рыться в книгах. Маленькая Воислава, девочка с золотой косой, любила прижиматься к своему лохматому волчонку и часто сидела у него на коленях и целовала его в щеки и в глаза, но все как играла со своим зверем, как ласковая детская, тосковавшаяся по матери и нашедшая в волчонке себе утешение. Тонг с чужестранкой Воиславой был открыт и наивен, и он даже мог себе позволить поиграть с ней в свое предстоящее коронование, великий принц, меняющий золотой обруч на своих лохматых длинных космах, на расшитую золотыми плодами граната и сияющую рубинами косую степную шапку Кагана. Во время таких игр волчонок гордо принимал облик властителя, волка, надевал хранившуюся в заветном родовом сундуке священную шкуру волчицы и произносил перед Воиславой, изображавшей всю массу народа и кричащей на разные голоса о разных бедах народа, заветную Каганову клятву: «Небоподобный, небом рожденный мудрый Каган степи, я Тонг-Тыгин, ныне сел над вами всеми. Мою речь теперь выслушайте до конца вы, следующие за мной, младшие родичи, союзные мне племена и народы. Эту речь мою выслушайте хорошенько, крепко внимайте. Вперед вплоть до солнечного восхода, направо вплоть до полудня, назад к солнечному закату, налево вплоть до полуночи. Здесь, внутри этих пределов находящиеся народы, все мне будут подвластны. Столько народов, всех я устрою». Тонг-Тыгин затем вскидывал руки, расставлял локти и, как орел, хлопающий крыльями, шел вокруг Воиславы по кругу, а Воислава, продолжая изображать всю массу народа, громко, как положено, славила на многие голоса мудрую устроительную клятву нового Кагана Тонга-Тыгина. Но самое интересное начиналось, когда вся масса народа тоже, как положено, обращалась к новому Кагану за разрешением своих обид. Они оба заранее долго и очень старательно обдумывали, какие должны быть ныне у хазарского народа обиды. Они бродили по базарам, заходили в караван-сараи, слушали людские толки. Они искали причины народных обид. А потом в их игре он, новый Каган, мудрейший, устранял все их. Это была только игра. Великому принцу даже некому было пересказать обиды народа. Его отец, великий Каган Агдул-Мыш, сидел в золотой куббе, и стража не допускала к обожествленному Кагану даже его сыновей Тонг-Тыгина и Алпа-Эр-Тыгина. Считалось, что Каган правит народом с помощью биликов изречений, передаваемых через Ишу-правителя, и великому принцу оставалось только играть в то время, когда он, наконец-то, сам воссядет на престол и, в отличие от отца, уже будет не только изрекать туманные билики, которые Иша толкует в кривь и в кость, как ему заблагорассудится, но будет сам и управлять хазарским элем. Все это было только их своей славой игрой. Но кто знает, может быть, именно в том осмыслении народных обид больше всего духовно и вырос волчонок, впервые, пусть пока только в игре, приняв на себя бремя ответственности за судьбу родного Эля и вдруг осознав, насколько не сладко, а тяжка эта ноша. Позже уже на чужбине, сначала воюя под черными знаменами халифата, а потом вкушая плоды и блеск науки в багдадском монастыре суфиев, уже когда случилось все то, что предначертано было небом ему, Тонгу, вкусить злосчастно, он часто думал, а не за эти ли игры самоутешения с чужеземкой Воиславой оскорбилась на него горделивая
Кэк-Тенгри, синее небо Хазар. Не за то ли, что всей массой народа была для него великого принца именно маленькая чужеземка, которую он даже и в мусульманском монастыре всегда почему-то сразу начинал представлять, едва вспоминал родину, или даже просто молился или слушал музыку, едва задумывался и уходил в самого себя. Однако он тут же ободрял себя тем, что Воислава была золотоволосой, а по преданию именно золотоволосая женщина должна была прийти в дом Ашины-волчицы, чтобы спасти этот дом властителей, родив ему великих богатырей. Теперь золотоволосая девушка внезапно вышла из толпы и сама подошла к волчонку. От растерянности Тонг-Тыгин попытался закрыться рукой, спрятаться за повязку печали, но повязка развязалась и упала, и тут случилось чудо. Словно отбежало назад время, и Тана, жемчужина, превратилась в маленькую шалунью Воиславу. Она спохватилась, стала подбирать упавшую на землю тонкую повязку печали. Смутившись, вся залила лицом. У нее была в самом деле кожа, как жемчуг, и от нее словно шел свет. Говорят, что жемчужное ожерелье нужно постоянно носить, потому что жемчуг умирает, если не слышит человеческое тепло. Тана сама отдавала тихое светлое тепло, а волосы ее вспыхивали золотыми нитями, словно спустившиеся в юрту из дымника солнечные лучи. Тонг держал ее пальцы в своих ладонях, а сейчас выпустил. Он посерьезнел. Потом грустно сказал: «Да ты истинно жемчужиной стала, Воислава. Ты нашла себя, а я вот себя потерял. Ты прости меня. У меня от весны, видно, закружилась голова, что я недостойный наговорил тебе всякого. Ты хотела посмотреть на великого принца, его уже нет. Маленькая золотоволосая чужестранка верила в волчонка. Она играла с ним, как с волчонком. Говорила ему: «Мой шерстяной». Потом ждала, представляя, какой красивый и мужественный из него вырос волк. А волка нет. Сегодня ночью я опять пойду сдаваться. Только теперь не к Карстархану. Он меня дважды прогнал, а к поганому Ише. Увы, дела мои сложились настолько печально, что выяснилось, вернулся я на родину единственно для того, чтобы отдать назад бездушно похищенные гробы моих предков. Наверное, меня распнут на дыбе, но если и помилуют, то все равно мне ничего теперь не остается, как сбрить 9 священных клоков своей бороды и стать простоволосым. Может быть, я тогда стану лепешечником. Ты ведь помнишь, как я, научившись пекарскому ремеслу, сам пек тебе лепешки? Когда-то я пек лепешки одной тебе. Теперь буду печь всем людям в городе. Помнишь, когда я мнил волчонком, я собирался бежать впереди этих людей, гордился, что происхожу от того, кто выделился из толпы. Но в другом городе, в другом людском потоке я страдал и тосковал по своей толпе, по ним всем, рвался к ним. Что же теперь гнушаться плыть среди них? Почему я поспешно выбрался из их потока? Не от того ли, что я все-таки всегда хотел не с ними быть, а над ними возвыситься? Вожаком, волком хотел им быть. Воссесть над ними хотел, чтобы их несло, а я сидел бы и указывал, куда им двигаться. Они выкинули меня из своего чрева, так как поток, волокший камень, выкидывает из себя и оставляет в стороне камень, который долго над потоком возвышался, на который волочь надоело потоку. Так не пора ли смириться бывшему наследнику, признать, что прежний волчонок сгинул, я его в себе вырастил, а он здесь оказался уже ненужным? Степь поставила на этой реке ставку Кагана. К ставке Кагана прилепился город.
Он кормился от ставки Кагана. Теперь я вижу, город вырос. Он сам кормит себя. Он кормит ставку Кагана. Зачем теперь городу степь? Я понял. Эти люди живут здесь уже порядками не степи, а города. Они чувствуют себя под рукою не степного Кагана, а городского Иши-управителя. Иша Иосиф, управитель, визир при Кагане, здесь уже заставляет называть себя Судету, и эти люди подобострастно его так называют. Они скоро вообще забудут про Кагана, потому что они питаются от дел Иши, а не Кагана. Иша Иосиф давно уже почти перестал собирать подати с подвластных Кагану народов. Для сбора податей нужно держать в страхе подвластные народы. Нужно содержать сильное войско, а Иша копит деньги и не хочет тратиться на войско. Иша надеется, что больше, чем от податей, получит золото от торговли. Он мечтает совсем закрыть дорогу мимо города иноземным купцам, чтобы вся торговля и весь обмен товарами между Севером и Югом, Европой и Азией происходил только на здешнем рынке. Городские купцы, менялы, ростовщики богатеют от такой политики Иши, а от богатства купцов и менял немалые крохи передают и Тутгари, прислуги, всему кормящемуся при рынке черному люду. И вот Иша Иосиф нагло перекрыл дорогу в город хлебу из земель русов, истребляет торгующих пшеницей и ячменем купцов, потому что предварительно набил свои амбары и теперь хочет крупно нажиться на голоде. Все в городе знают это. Но епископа убили, а голодная Тутгара молчит и лишь рвется гулять, весну встречать вместе с нажившимися купцами и менялами. Черный люд голодает и молчит, потому что боится потерять объедки с помоек богатеев, крошки со стола купцов. Теперь черный люд будет бурно радоваться, потому что радоваться весне захотели купцы и менялы, которым весь этот черный люд, как послушный голодный пес, услужливо смотрит в лицо. И я тоже теперь должен сказать себе: виляй же хвостом, пес, прыгай, залеви стола и веселись. Ты ведь обязан угадывать настроение хозяина. Прыгай и залеви стола, хотя у тебя давно свело живот. Белекеркем, кучка народа — это только жалкая толпа. Нельзя быть вожаком скопления людей, переставших быть народом. Нельзя возвысить сброд до Эля, племенного союза, государства, возрождать славу великого хазарского каганата поздно. Теперь, если я, волчонок, хочу остаться в своей стае, я могу сделать единственное — опуститься до самого последнего шелудивого самца в этой стае, стать как все. Белекеркен — это поток, который в зависимости от времени становится то народом, то толпой. Понял я, волчонок, что сейчас поток способен быть только толпой. Понял это и отдамся толпе. Сдам священные гробы предков начальнику стражи, пусть палач выдерет 9 клоков моей бороды. Признаю, что поток обошелся без меня впереди, и если я все-таки вернулся, то присоединюсь теперь ко всем, наберусь храбрости, чтобы смешаться со всеми. Пусть толпа снесет меня, снесет и поглотит, сольюсь с ней.
Ведь так я сольюсь с городом и познаю его откровение. Так я решил поступить, Воислава. Вот видишь, какой я оказался, растерявший свою шерсть. Я обманул в ожиданиях тебя, потому что все время обманываю сам себя. Признаюсь, я видел тебя вчера и не понял, не узнал, но почувствовал, что это ты. Ты стояла вчера под серебристой ивой и смотрела в толпу, и я обо всем догадался. Но я заставил себя не поверить. Я сегодня пришел к серебристой иве и стал возле нее, и почувствовал твое тепло, и опять приказал себе ни во что не верить. И глаза твои, синие птицы, я узнал сегодня, сразу, как только ты на меня посмотрела. Но я молчал. Я опять отговаривал себя и строил нелепые догадки, чтобы оттянуть откровение, чтобы только не быть с тобой честным, потому что то, что сейчас говорю, это нечестность. А стыд мой! Я возвращался сюда, в город, с гордо поднятой головой, а буду ходить с понурой головой. Я возвращался воином, а стану торговцем. Ну что мне делать, если я не могу жить без своего племени, без своих хазар, а другого места, кроме как последнего, теперь для меня среди своих хазар больше не находится? Тонг остановился в своей пылкой искренней речи и опустил голову. Мимо него и Воиславы текла толпа. Толпа смеялась и пела, толпа веселилась, а они оба хмуро молчали. Потом Воислава глухо сказала: «Вожак, даже если он стал хилым, он не может смешаться с общей стаей. Вожака тогда загрызают. Разве ты не помнишь этот закон волчьей стаи?» Тонг-Тыгин помолчал, потом так же глухо, будто через силу, ответил: «Летел домой над степью черный лебедь, был живым письмом халифа, приземлился лебедь, видит, выгорела степь. Свои у степи заботы, не нужно ей письмо халифа. Нечем степи прокормить черного лебедя. Сама она не знает, как прокормиться. Что теперь делать черному лебедю? Садиться в камыши на болото? Клевать траву вместе с утками? Авось не заклюют черного лебедя серые утки?» Тонг-Тыгин увидел, что в синих глазах Воиславы появилась влага обиды, и глаза ее будто отдалились от него, отделились влажной завесой. Вот ведь как бывает. Была весна, и светило солнце. Вдруг набежала тучи, и пошел сильный дождь, все затопил, все омрачил, испортил. Тонг-Тыгин протянул руку Воиславе. «Прости меня, Воислава. Я, наверное, сам не знаю, что говорю». Она отстранилась от него. «Я не верю тебе, Тонг-Тыгин, великий принц. Ты меня обманываешь, потому что я чужестранка. Ты что-то задумал, а от меня скрываешь, потому что мой отец Бут привечен княгиней Ольгой, и ты боишься, что о твоих планах узнают на Руси. Хорошо, не говори мне больше ничего, волчонок. Скрывай от меня, если ты считаешь, что так нужно ради Эля, государства. Но одно прошу тебя. Только не внушай мне, что я спешила к Отколдукчи, воин, а меня встретил Талай, заяц.
Не заставляй меня спускаться с Синей горы. Это ведь твои рассказы о древней славе хазарского Эля, твои высокие мысли о народе сделали из меня обыкновенной маленькой девочки с золотистыми волосами Тану-жемчужину. Я выросла такой, потому что хотела быть достойной тебя. Ты рассказывал мне о золотоволосой Алан-Гоа, рождающей для степи каганов, той, что приходит на рассвете из дымника, как луч солнца. Ты говорил, что степи, чтобы возродиться, снова нужна Алан-Гоа. Что же ты теперь опускаешь меня в яму стыда за тебя? Зачем говоришь, что волчонок растерял свою шерсть? Тонг почувствовал, как от твоей славы перестали идти к нему тепло и свет. Словно тучи закрыли солнце, вдруг поблек, перестал светиться жемчуг ее кожи, и даже ее золотистые волосы теперь словно потускнели, перепутались, падали на плечи, как поваленная бурей трава. Воислава подняла голову, вглядывалась тревожно в лицо Тонга, будто в лицо больного. Глаза у Воиславы были синими и большими, а сузившиеся зрачки стояли у них, как две остановившиеся посреди озер лодки. Тонг-Тыгин растерялся и не знал, что Воиславе ответить. А Воислава сказала: «Я вижу у тебя гордого хазарина, на шее очень красивая цепь. Но не заменила ли она тебе душу? Ведь эта цепь, хоть и почетная, но обозначает подданного халифа, чужого владыки. Уже не из-за этой ли цепи и этого синего халата в лосенице монаха так торопишься ты, Тонг-Тыгин, потерять достоинство благородного дома Ашины и стать простоволосым? Не веришь в то, что ты волк, и спешишь стать жалкой собакой? Ты молчишь, опять не отвечаешь. Так ступай прочь. Я не буду сама надевать на тебя ошейник. Я не буду тебе помогать в этом, пес. Не шите. Будем бить палками. Расходитесь. Опять где-то рядом кричат стражники. Расходитесь. Весна откладывается. Тонг-Тыгин слышит про откладывающуюся весну и машинально еще удивляется, спрашивает себя, разве можно отложить весну? И вдруг понимает, что можно. Те, кто не считается с природой, все могут захотеть. Только вот как сама природа. Толпы не убыло, ее все прибывает, как в половодье. Толпа разлилась. Вот идет высокая волна и накрывает собой всех, и стражников, которые теперь лишь смешно барахтаются в толпе, и степного волчонка с золотоволосой Воиславой. Волна смыла волчонка и Воиславу, завертела, разделила и нещадно понесла в разные стороны. Он попытался позвать ее, но его голос утонул в едином тысячеглотном вздохе толпы. Хорс! Солнце! Славу Хорсу неистово кричали со всех сторон. Еще вчера он был только славянским идолом, но, видно, палки Арсиев, разгонявшие праздник, сделали свое дело. Посмотрите, даже желторизные жрецы из Белого храма теперь тоже кричат «Хорс». Желторизные левиты тоже надеялись сегодня повеселиться, но раз их тщеславные и высокомерные мудрецы Хакамы, что засели в академии, испортили людям праздник, чтобы показать свое «я», то пусть Хакамы получают свое. Теперь все помогают славить первого из богов, явившегося на праздник весны. «Славься, Хорс!» — кричат муллы.
Как же им не радоваться, что сделала глупость соперница? Академия при белом храме? Так и надо зазнавшимся черным ермолком. «Славься, Хорс, желтое солнце!» — кричат маги и кочевничьи шаманы. «Да здравствует Хорс, несущий свет!» Почему жрецам Зороастра не прославить именем Хорса свет, являющийся народу? Муллы выстроились в ряд, восхваляют Хорса. О, пусть-ка вспомни теперь Ише Иосиф, управитель, как городскую мечеть обезглавил. Может быть, среброусого славянского идола с берега он в воду свалить теперь прикажет. Вот будет потеха. А потом кабары бьют в бубны волхвы, начинает пляску солнца, а Хорс уже рядом, уже скользит желтой полоской по воде. Здравствуй! С возвращением тебя после зимы, великое и могучее солнце! Протянули все к солнцу руки. Пусть Хорс успокоит зимнее бурное море, разрешит доплыть, вернуться в город всем купеческим караванам. Пусть Хорс вскроет все реки и откроет пути. Желтым шаром по витой тропинке поднимается Хорс на правобережную кручу, катится пламенем мимо круглых войлочных шатров, в которых живут скотоводы, мимо глиняных мазанок, слепленных ремесленниками, мимо деревянных с горбатыми крышами купеческих домов. В куполе церкви сверкает, в изразцах мечети играет, вот забрался на крышу белого храма. Меж гвоздей побежал, смеясь. Эй, мудрецы, хакамы! Вместо вас Хорс на крыше! Хорс за вас весну объявил! Тонг-Тыгин все ищет Воиславу. Наконец догадывается, где искать. Печальный образ насилия, который сопровождал его от въезда в город, напомнил о страшной картине на берегу. Он подумал о тех ее сородичах и, может быть, даже отце, кто остался на крестах всего лишь за то, что вез пшеницу, накормить голодный город. Приняли лютую смерть от арсиев, стражников. Больше уж никогда не придут к хазарам с пшеницей. Накрепко заказан путь. Самой смертью заказан. Тонг-Тыгин среди киевлян. Мелькнуло впереди зеленое с серебром платье, поманило. Тонг рванулся за ним и остановился. Как смеет жалкий пес бежать за Таной, жемчужиной? Волк сам отдал свою тропу. Он гордо шел по этой тропе на плаху и не боялся, потому что нет ничего счастливее плахи, когда ее принимаешь за свой народ. Но гордый волк встретил на этой тропе красивую, как солнечный свет, девушку, и он поколебался в своей волчьей уверенности. Волк подумал: как я уйду на небо, когда любимая тут, на земле? Волк сказал себе: почему я непременно должен за свой народ погибнуть? А не могу ли я ему послужить, став простоволосым? Пусть палач возьмет только 9 святых клоков моей бороды, а я буду печь своему голодному народу вкусные лепешки и встречать каждый день счастливым взглядом небесный свет, Тану, жемчужин. Так хотел поступить волк, стать домашним псом, охраняющим отару, чтобы не расставаться с любимой. Но любимая оскорбилась за волка, который решился стать псом. Не надо догонять теперь свою любимую жалкому псу, когда-то слывшему волком.
День 18. Работорговец Герр фон Хасс. Чего не сделаешь по муторной весне? На какое непотребство в томлении не решишься? Потом-то, может, и жалеть себя будешь, а уже сотворил. Как сотворенное назад взять? Как обелиться? Конечно, проще всего сказать, Дев попутал. Но путал ли тебя дурной Дев, когда ты сам по слабости и нестойкости своей впутался? Никто тебя не звал, никто тебя не ждал, а ты чуть свет поднялся и к ней, к женщине окаянной, которую сам до того столько раз словами пакостил, презирал, все говорил, что она воздвигла греху седалище. Сам со всем городом сладко хаял, называл не иначе, как Иосифовой блудницей, и к ней пошел. Над островом еще стоял липкий утренний туман, и желтая полоса рассвета казалась только рыбьим жиром, пролитым на противоположный низкий левый берег, когда Герр фон Хасс вылез из своих носилок, задохнулся, пытаясь набрать воздух, расстегнул золоченый халат так, чтобы лучше было видно его необъятное жирное тело, затем подобрал полы халата и, едва не сбив притолоку своей высокой, похожей на кувшин золоченой шапкой, шагнул в темноту к ней. За порогом он отдышался, встав прямо под светильником, так, чтобы женщине получше было видно. При расстегнутом халате стал поправлять ремни, поддерживавшие жирные шары его перекормленного тела. Он хотел, чтобы до женщины как следует дошло, как он сытно ест, какой он жирный, и, следовательно, по кочевничьим понятиям, какой он преуспевающий человек. Потом, глядя прямо перед собой, еще не видящими ничего в темноте глазами, он, полагая, что смотрит на женщину, гордо произнес: «Хон Карба! Зиму прожила, святая! Оцени мое посещение, видишь, кто к тебе пришел? Я, староста всех городских базаров, а не какой-нибудь простоволосый человечишка, который и в женской породе никакого толка не знает, потому что, дай бог, если со своими братьями делил одну жену на троих. А я тот, кто умеет женскую породу возвышать, кто может любимую женщину в цене поднять. Уж кто-кто, а я, Герр фон Хасс, знаю, что всего четверть дирхема на хну делает девушку на 100 дирхемов дороже. Белые девушки я крашу кончики пальцев красным, чернокожей золотисто-желтым и красным, желтокожей черным. Соответственно, я одеваю белых девушек в легкие темные и розовые одежды, а чернокожих в красные и желтые, подражая тем самым природе, которая при сочетании оттенков цветов тоже воздействует своими противоположностями. Волосы девушкам я велю делать длинными, подвязывая к кончикам волосы того же цвета. Дурной запах из носа устраняю вкапыванием благовонных масел. Зубы отбеливаю при помощи едкого калия с сахаром или древесного угля с толченой солью. Девушкам советую быть податливее со стариками и людьми робкими и тем самым располагать их к себе, а с юношами, напротив, быть недоступными, чтобы завоевать их сердца. Девушкам при покупателе опробую зубы, грудь и зад, чтобы показать, что они у них не накладные, а таковые от природы. Фон Хасс оборвал свое изъяснение. Он поднял, как в молитве, руки. Скорее всего, что его поднятые руки были сравниться не видны. В галерее было все-таки очень темно. Только зеленоватые лампады по углам
мазали ее своим маслянистым, липким, как рассветный туман, светом. И Геру фон Хассу подумалось, что не в такой темноте должно бы происходить таинство. Ведь в темноте толком и не разберешь, свою ли цену товара за себя берет. Да и как себя покупателю показать. Фон Хасс сам засмеялся своей лихой мысли, взял плошку со светильником и поднес к своему лицу, поднял брови, свои не прерывающиеся и не сужающиеся, как одна мохнатая гусеница, брови. Когда фон Хасс поднимал брови, то мохнатая гусеница начинала очень внушительно извиваться и толстеть. Немногие выдерживали его поднятую бровь. Не падали подобострастно на колени, прося пощады. Теперь фон Хасс внушал: «Ну, преклонись и ты, срамница. Что же ты, женщина, медлишь, не расстилаешь себя, как ковер под ноги сильного?» Фон Хасс ждал прикосновения, и даже уже какая-то теплая нега потекла по его лодыжкам, которые сейчас обхватят мягкие руки срамницы. Он прикрывает глаза. Он ждет. Ну, где же раболепное, где повинующееся прикосновение? Фон Хасс смотрит в темноту, в зеленые маслянистые тени. Никто не ползет к его ногам. Он опускает мохнатую бровь. Сегодня ему приснился ночью ребенок. Мальчик, лишенный срама. Он страшно кричал, просил не увозить его из города. А хозяин все пытался напугать его своей мохнатой гусеницей бровью. Проснувшись в поту, фон Хасс долго лежал возмущенный непослушанием мальчика из сна и пытался вспомнить его лицо. Не вспомнил. Сколько их детей прошло за эти годы через его руки. Покупал мальчиков у родителей, оскоплял, продавал в Багдаде. Покупал девочек у родителей, учил танцам, ласкам и ткать ковры. Продавал в Кордове. Детские лица смешивались и запоминались. Слишком их было много. Вот и мальчика из сна тоже не вспомнил. А мальчик смутил его. Ничего, он теперь, перебивая дурной сон, хорошенько развлечется с блудницей. Фон Хасс смотрит в темноту и сам идет ближе к паскуднице. Он спешит. Он подумал, что, может быть, и хорошо, что темно. Срамные дела легче делаются в темноте. Почтенная, мудрейшая, решайся же скорее. Я не постою за подарками. Мне нужно твое благоволение. Фон Хасс говорит благоволение, и его голос замирает, а грузное тело само становится на колени. Почему даже и не встать на колени перед женщиной, если хочешь ее соблазнить? Если ее благоволение принесет ему горы золота. Распахнутый халат фон Хасса зацепился полами за ножку светильника, сальные шары его тела вывалились из ремней, ему трудно дышать, он ползет ближе к женщине. «Благоволи!» Но слышит в ответ только пугливое сопящее молчание. Неужели обманул фон Хасса рыжий Иша Иосиф, управитель? Иосифова блудница не хочет оказать фон Хассу благоволение? На фон Хассовы деньги в иноземье закупленное. На его деньги откуда у Иосифа управителя свои обряженная, вскорбленная, который год в безделье толстеющая, она строптивится? Одурела, как девка
на выданье, как полюбовница без соперниц, как... Тебе не дал хлеба Иша Иосиф, я дам, благоволи. Фанхас ползает на коленях. О, знали бы, какая пытка самому на коленях волочить по полу свой жир. Но, кажется, уже взошло солнце, потому что народ ломится в двери галереи, напирает на двери разгулявшийся народ. Теперь вот тоже к блуднице рвется. Хочет в сраме Фанхаса застать. Фанхас слышит, как за дверьми, не переставая в них колотить, громко обсуждают новость. А амбары вчера не разграбили. Стражники от кабар отбились. От каких кабар? За булдыги к амбарам рвались. Псы нищие, ни одного порядочного воина. Вот Арси их и легко и разметали. Сегодня не отобьются, сегодня весь народ попрет. Все Харан, свободные люди. Да где у нас Харан? У нас все тут гара, прислуга, вот драться и разучились. А амбары у стражников отбить не смогли. Тс, не подзуживай, вон соглядатый рядом. Живо на дыбу угодишь. А я что? Я ничего. И уже другие идут разговоры. Весне более приличествующие, хоть и не очень скромные. Про него, Фанхаса. Ой, слушайте все, великое событие, что происходит. Блудница сподобилась, самого Гера Фанхаса, работорговца, приманила. Ой, люди, пойдем посмотрим, как она с ним. Откроем двери. Ай, горожане. Возвеличивается наша блудница, самого Гера Фанхаса принимает. Лучшими девушками мира он, рахданит, знающий пути, торговал. Торговал, ни к одной не входил, берег свой товар для покупателей, себя берег. А к блуднице не удержался, вошел. Ой, не говорите, творится-то что? Светопреставление. Не выдержал почтенный человек. Единственное утро у Рахданита было в году, когда базары позакрывали. Уж мог бы спину разогнуть, себе праздник сделать. На деньги свои в свое удовольствие посмотреть. Все ведь знают, что деньги заставляют любое сердце радоваться. И потому именно таким путем быстрее всего достигается удовольствие и веселье, а он к блуднице. Порвемся? Посмотрим, как она с ним. Ой, люди, какая честь и доходы теперь для блудницы пойдут. Кто теперь, скажите, из горожан, себя уважающих и средства имеющих, блудницу стороной обойдет? Теперь всякий вслед за Фанхасом захочет себя показать у срамницы, подобно самому Геру Фанхасу, благодетелю города нашего, побывать, невесте службу любви оказать. Все теперь достойные люди города вслед за Фанхасом к кустам невесты сладостной приложатся. Вот ей доход-то. Ах, люди! Ведь сподобилась, воистину сподобилась блудница. Ни у кого нет столько отменного вкуса и наблюдательности, сколько у Гера Фанхаса, уж если он ее прелестями соблазнился. Ах, люди! Истинно, что только тому, кто оценивает человеческую породу как товар, дано понять женщину. Гер Фанхас вслушивался в эти разговоры и понемногу успокаивался. Он еще вчера, пока не вошел в блудницу, а только собирался, как подобает предусмотрительному хозяину, заранее оплатил все эти возможные пересуды, сейчас ведшиеся в толпе, и, видать, деньги на сплетников выкинул не зря. О нем язвят с почтением. А это уже кое-что, потому что шаг, на который он сегодня решился, мог стать для его положения роковым. Однако другого случая для того, чтобы попытать счастье с блудницей, Гер Фанхас боялся, что не представится, что не будет ему другого случая самому к блуднице решиться пойти. А сейчас голый Дев, знамение и слухи в городе. Непогребенный лежит, пока идут праздники. Христианский епископ Арстерхан
В горе по оскверненному сыну, отрешившийся от соблюдения порядка и только кидающийся золой во всякого посетителя, сожженный двор смутьяна Вениамина, как надоел Фанхасу этот ремесленник, явившийся к нему, купеческому старости, с его вечными жалобами, просьбами на рахданитов от имени всего черного люда. Наконец, сейчас затруднительно положение самого Иши Иосифа управителя, который теперь уж и рад бы открыть один-другой амбар и облагодетельствовать народ небольшой подачкой хлеба, да боится, что время свое упустил, что теперь чуть уступи, все разграбят. Нет, именно сейчас можно было рисковать и идти нахально на глазах всего народа к блуднице. Давно он мечтал, давно хотел. Теперь пусть его с блудницей видят, стерпят. Вот и не выдержали двери, подались. Хлынул свет в двери, хлынули за светом зеваки в галерею. Ну что же, смотрите на девку все, он, Герр Фанхас, будет смотреть вместе со всеми, он тоже теперь не прочь хорошенько рассмотреть отказавшую ему блудницу. Люди, вы слышите, я предлагал ей хлеба, много хлеба, чтобы она могла накормить в праздник всех вас, а она отказалась. Ах, какая она неуступчивая, люди! Фанхас громко засмеялся, вспомнил, как словно проценты от займа сулил вчера Ише-управителю Иосифу пользу от своего посещения срамницы. «Я тебе, Иосиф, — объяснял он управителю, — разговоры в народе полезные про твою блудницу-срамницу, в цене ее повышающие, а ты уж мне зато ее самому на одно завтрашнее утро с потрошками наставь ее, чтобы моя беспрекословно на это утро была и меня ублажила. Я твою девку своим посещением, почтением обласкаю, да еще и гостям заморским путь к ней покажу, а она пусть мне». Теперь вот люди его у блудницы застали, а он что получил? Фанхас поднимается на 3 ступеньки. Все же удобно, что есть тут 3 ступеньки. Фанхас сощуривается. Он будет теперь оглядывать блудницу, как на базаре, по частям, неторопливо. Вот она. Святая блудница сидела, опустив седые головы. Как положено, правилами сидела. Рядами по 10 чинов на скамейке. Завитые бороды между колен, стрижные затылки под черными шапочками, длинные волосы на висках и на всех лицах отрешенность, как подобает при внутреннем разговоре с Богом. На первой скамейке 7 реше-коллет, глав ученого собрания, и 3 хабарим, доверенных товарищей. За первой скамейкой проход, а за проходом еще 7 скамеек с 70 алуфим, учителями. От каждой скамейки с алуфим по представителю на первой скамейке 7 реше-коллет. Ну, а в ногах у алуфим, как положено, ученики. Лежат. Учителей и порядок лицезреют, учатся. Фанхас ухмыляется. Вот он скольких от своего ремесла кормит. Вот она вся святая блудница по частям и вкупе. Правда, есть у нее еще и парадная, необиходная, паскудная, но это вот, какими ее привыкли называть купцы на базаре между собой, имя Академия. Однако Академией в городе ее никто не зовет, только женщиной. Ну, если хотят весьма польстить, то 3-й женщиной. Впрочем, и в иноземье все имеющие деньги люди тоже иначе, как своими женщинами,
давно уже духовной академией не называют, получит от нее удобное толкование. Наша женщина обидится. Блудница. Первая женщина для них — Сура, вторая — Пумбадита. По именам местечек под Вавилоном, где они расположены. А это вот новая, свежеобряженная, еще, по чести говоря, не очень-то законная, третья. Но на нее сейчас у таких, как Фанхас, вся надежда. И это две первые женщины, как гробы повапленные. По 7 столетий каждый. Чего от них ждать? Какого понимания нового времени? Их и блудницами-то уж только по памяти называют. Как применил когда-то охальный Анан, основатель караимской ереси, притчу Захарии пророка про 2 распутных женщин, что принесли свой грех под Вавилон, и там воздвигли греху седалище, так и остались за Сурой и Пумбадитой, хлесткая блудницы, а коли помягче — женщины. Увы, падки на едкий юмор, верующие в неизреченного, ради острого слова отца родного не пощадят, и богословов тоже. Но блудницы, однако вот нужны даже таким разумным и дельным, деньги делающим серьезным людям, как он сам, Ярфанхас или как другие уважаемые рахданиты-купцы, потому что эти блудницы толкуют Божии правила и помнят уложения старых законов, дают выписки и деловые справы, справляет свои духовные подписи с ручательством за верность Талмуду, устному учению. Блудниц. Но от них одних в сомнительных случаях можно получить разъяснение, что праведно, а что неправедно, получить благоволение, справу о соответствии данного дела Божьему закону, обряда левиту, свидетельство завету. Фанхасу хочется сплюнуть, но даже он не решается сплюнуть в галерее храма. Он проглатывает слюну, он только хмурится. Он видит, как прыгают в сторону глаза 7 решеколет, почтенных глав ученого собрания. Он знает, что в них вся заноза. 70 аллуфим, те не думают, те стараются по спине, по затылку своего решеколет догадаться, с каким мнением надлежит выскочить. И еще у аллуфим каждый за руку свою боится. Упаси Боже, забудешься, да руку на голову какому лоботрясу из учеников положишь, ведь тогда все. Сразу нет уже у тебя верного служки, который тебе и одежду чистит, и дом прибирает. Возложил руку, значит, что одобрил ты ученика, признаешь, что он науку прошел и может на 2 самые задние скамейки бежать, там клиентов подбирать, палец свой к распискам прикладывать, за тяжбы браться. Фанхас еще раз обводит глазами решеколет. Каждому из них, на Иосифа не перенадеявшись, хоть и взял Иосиф с Фанхаса сполна якобы для каждого из них, вчера еще сам он хорошие подарки послал. Кому напомнил, что в своем купеческом караване его из нищей Суры привез, кому, что деньгами на переписчиков сужал, а Вениамину ремесленнику, еретику, так и то, что купил сына у него, когда тому совсем продавать нечего было, на обзаведение хозяйством закупленного мальчишку судил. Уж Вениамин-то должен быть благодарен. Сейчас двор у него сгорел за грехи его, по городу стражники его ищут, а он нахально в академию приперся восседать, но, может, и правильно сделал. Здесь ему на виду всего безопаснее, здесь уже вроде и трогать его нельзя. Но вот как ему дальше быть, как жить? Кто ему на новое хозяйство суду даст? А он, Фанхас, мог бы и дочь у Вениамина ради дела доброго купить.
Вон все люди говорят, что младшая Серах у него красотка, с волосами, как черный виноград. Правда, вроде как каким-то лосем-буланом похищена. Так можно ее у лося и отобрать. Дал бы только Вениамин на то расписку, а девушку породистую хорошо продать можно. И он, Фанхас, не в накладе бы остался. Ну уже, поддержи меня, Вениамин, а я в долгу не останусь. Но молчит Вениамин. Отворачивает в сторону носы, и хмуро молчат все. Понимают подлецы, в чем благоволение Геру Фанхасу позарез надобно. Понимают и что ни дирхема не судит он, Фанхас, впредь на всю блудницу Академию без этого благоволения. А молчат все. Видно, словесный блуд блудом. Почему и не искупаться в талмудистой казуистике, чтобы получить деньги на существование Академии? Почему и не дать какую-то справу, справить документ, выправить благоволение Божие к какому частному делу, если этим можно оправдать необходимость духовной академии также и для деловых, практичных людей? Однако сказано: блуди, но знай меру. Уже не блуд словесный, а приговор заключен в том, чего добивается преуспевающий работорговец-прозелит Гер Фанхас. Кто же сразу решится на приговор себе? И вот понимают, разумеется, почтенные академики, что Гер Фанхас требует освящения новой судьбы города на реке, что освящение это, справа о работорговле, лишь подведет законность под то, чем уже на деле давно стала хазарская столица, что коль торговля в городе пошла по этому пути, а город целиком теперь держится на торговле, то возврата уже нет. Однако, как положить свою веру, закон Божий свой к ногам алчущего зверя? Не прокляла бы нас память духовных отцов, предавших веру ради сук ар-ракика. Почтенные академики, если вы опасаетесь, что потомки будут чернить имена тех, кто поставит подпись под справой о предоставлении работорговли наибольшего благоприятствования в торговых делах, ведь известно, что потомки не всегда справедливы, решившимся на храбрый шаг во имя пользы дела, то вот я позаботился об уважаемых свидетелях. Из самой Кордовы прибыли к нам почтенные Абу-Юсуф Хаздай, Ибн Шафрут, Сайярифа, банкир и визир халифа, и великий поэт мусульманского возрождения, сладкоголосый Менахем бен Сарук, он же знаток каббалы и древних иудейских ценностей. Вот они. Замерла блудница. Все взоры устремлены на галерею для гостей, на поднявшихся и склонившихся в поклоне к академии маленького сухонького старика с накладными пейсами, на ум и сердце детей вдовы Хаздая и тощего, длинного как жерть, знаменитого певца, каббалиста, равно почитаемого как правоверными мусульманами за его духовные стихи, так и детьми вдовы за мистические поэтические гимны Сарука. Знал, что делал Гер Фанхас. Удар свой наносил расчетливо и смело, как перед такими драгоценными умами временной Итильской академии не выхвалится. Ведь упомянуто решение, назовут и имя новой духовной академии — Итильская академия. Третья после Суры и Пумбадиты. Пусть даже кто-то и проклянет Итильскую академию, но ведь имя-то все равно будет названо,
Академия начнет существовать в общественном мнении, жить. Тихо в пристройке к Белому храму. Только колеблются фитили в плошках с жиром, и пылает ярко пятисвечие над кафедрой, на которой стоит герр Фанхас. Толст Фанхас, как бочка. Бочка жира забралась на духовную кафедру. Сейчас затопит своим жиром всех вокруг. Почтенная Академия, кто готов высказаться за справу в пользу работорговли? Я ведь не прошу у вас того, против чего закон Божий. Мне только справу, подпись на деловой бумаге, которую вы справите, что нету в законе Божием слов против работорговли. Может, даже устную справу. Устную. Но молчат академики. Гробовая тишина, и только потрескивает пятисвечие. Не нашлось среди мудрецов никого, кто решил бы осветить попрание человеческой свободы. Завет древен, и Мишна, и Гемара писаны века назад. Тогда люди были смиреннее. А как в новое время? Сейчас выдавать справу, что можно продавать человека. День 19. Волчонок Тонг-Тыгин. Тихо лежала перед рассветом под бездонным небом река и чернела водой, отражая небесные бездны, и белые брунчики пены бороздили ее. Как черное зеркало с белыми трещинами была река, и мужской голос, высокий и задиристый, одиноко пел с моста ей молитву. О, черная река, всякий может увидеть тебя в образе прекрасной девушки. О, прекрасная река, о, черная, о, добрая, милости прошу я, кочевнику тебя. Помоги мне, тобою полюбленному, захватить обширное царство, где варят обильную пищу, наделяют большими жирными кусками. А другие голоса шли с берега, где стояли в темноте кучками люди, и, развлекаясь, кричали охально, не боясь прервать молитву, видимо, считая, что боги не разглядят в темноте, кто именно охальничает. Они перебрасывались словами напоказ, как будто перекидывали друг другу мяч, явно изнывая от ожидания. Они ждали развлечения. Какого? Они и сами переговаривались о нем. «Эй, это кто там на мосту? Кто повязал, как четкий, свой пояс на шею, за тесьму повесил на руку свою шапку, расстегнул, обнажил грудь и кладет девятикратно поклоны? Да это же лепешечник, у которого никого друзей, кроме тени своей, никакого хлыста, кроме скотского хвоста, ничтожный, простоволосый человечишка. Он для голодных лепешки приносит на мост. Так тут Гара теперь аж к рассвету к наплавному мосту собирается и ждет, когда можно на мост за хлебом хлынуть. А он продает им за даник, за мелкую монету свои лепешки, а нищих иногда за даром кормит. Ничтожный, простоволосый человечишка, быстро разорится. Так кричали с одного места берега, а с другого — эгей! Кто там посреди наплавного моста среди ночи столь дерзок? Кто смеет класть девятикратно молитвенные поклоны, и будто он стоит над всеми, выпрашивать у покровительницы черной реки жирные куски не для себя лично, а для всей массы народа? И кто он такой, что нету для него от стражников запрета по ночам болтаться на мосту? Тише! Заткни себе глупую глотку, охальник! Разве ты не видишь, что там на мосту Тонг, сам Тонг?
тот, который ходит весь в черном, распустив до плеч волосы под золотым обручем. О, какой ты неразумный! Как же ты не знаешь, что в нашем городе нет сейчас никого знатнее Тонга Тигина? Видишь, он повесил себе на шею, как четкий кожаный пояс с железной пряжкой. А знаешь, что у него изображено на пряжке? Волчица Ашина между двух сопок. Это знак наследника Кагана. Тонг Тигин говорит, что живет только ради того часа, когда сменит отца, и на собрании сильных его изберут властителем душ. Он говорит, что как только станет Каганом, так сразу закроет высокий и широкий стан с совой плетеной броней, наденет на свою большую голову утыканный гвоздями шлем, а здоровенный лоб свой прикроет медной доской. А, да видел бы ты его! Разве он воин? Разве Дамакчи болтун, когда становился хорошим воином? Но он говорит, как станет Каганом, сразу устрашит всех врагов степи крепким копьем из кедрового дерева и обоюдоострым мечом, тем самым, что когда воевал вместе с полководцем Писахом, захватил в землях русов. Он говорит, что высоко поднимет над своей головой наше знамя, медный диск, сверкающий, как желтое солнце. Говорит, что сразу созовет всех харан, свободных людей, и поведет за великой Олье добычей. Но это для меня слишком мудро, мне бы лепешку скорей. Так перебрасывались словами на берегу в темноте собравшиеся кучками люди, которых пока до рассвета стражники не пускали на наплавной мост. Впрочем, что с них было взять? Это были голодные люди. Небо и впрямь стремительно белело, река под небом все еще лежала черным бескрайним зеркалом, но уже не царила над ним огромной, бесшумной совою настороженная тишина ночи, и уже не смог бы никто хоть с самыми чуткими ушами расслышать громкие шепоты на берегу, или разговоры на острове, или плеск крупной рыбы, или сап коня. Сова тишины была вспугнута, и Тонг Тигин, волчонок, молившийся на мосту и слышавший о себе поганые пересуды, снял со своей шеи кожаный пояс с железной бляхой, изображающей волчицу, запахнул на груди свой черный халат, поправил золотой обруч на своих разметавшихся длинных черных волосах и, поднявшись с молитвенных корточек, резко выпрямился. Он не поморщился на расслышанное им, и его достойная печень не сжалась ни в уязвлении, ни в огорчении. Он погладил ладонью свои 9 клоков бороды и, придвинув к себе корзину с горячими лепешками, стал прямо на пыльном мосту красиво раскладывать товар. Он знал, что голодная толпа моментально сметет лепешки, как их не выложи, но он был мечтатель и любил, чтобы было красиво, хоть в мечте. Река все чернела, но теперь уже не блестяще зеркально, а густо матово, и клином, сходясь к горизонту, теперь стало похоже на черное платье с широким подолом, обтягивающий девичий стан. Глаза Тонга увлажнились, и желтые тонкие блики от подкатившего к восходу и осветившего край неба, но еще не вышедшего солнца, показались ему золотыми девичьими волосами, разметавшимися до подола. Тонг не замечал за собой, что после того, как он встретил в весенней толпе Воиславу и расстался с ней, у него теперь часто увлажняются глаза. Бывало, что ему представлялось, что она идет к нему, и он начинал ей навстречу улыбаться, и все сразу плыло перед ним, растворялось в радушном окоеме, а когда он смахивал осторожно ладонью предательскую влагу, застившую на миг глаза,
но на плавном мосту уже ее не было. Только стучали где-то вдали каблучками ее серебряные плесницы. Или это, может быть, был гулкий стук его сердца? К реке, чем ближе к восходу, тем круче стекался туман. Наползал клубами и, смешиваясь с водой, превратил все вокруг Тонга в единое молочное марево, чуть желтеющее и, как парной кумыс, будто подсвеченное изнутри. И выглянуло солнце, и руками мужа оно разом сняло, как чадру с лица жены, весь туман с реки. И в этот миг волчонок прямо перед собой увидел реку, поднявшуюся к нему и принявшую облик прекрасной девушки. О, черная река! Всякий может увидеть тебя в образе прекрасной девушки. Тонг-Тыгин увидел реку в образе Воиславы. Она подошла и протянула к нему руки, и хотела сказать: «Я простила тебе, волчонок. Ты потерял благородное достоинство, опозорил свой великий поднебесный дом Ашины, но я теперь тебя душой поняла и простила. Я верю тебе, что ты отказался от борьбы за власть не потому, что ослабла твоя мужская печень, а потому, что думал только о своем народе и не хотел смуты. Просто ты разгадал хитрый замысел халифа, который поддержал тебя и возвысил, давал тебе войско и учил тебя в багдадском монастыре блеску науки с одной целью, чтобы затем бросить тебя, подобно волку в овчарню, смущать своих же сородичей, погрузить державу кочевников на десятилетия в изнурительную и опустошительную междоусобную войну и тем обезопасить границы халифата на севере и востоке. Но ты разгадал этот ход коварного халифа и предпочел собственное унижение унижению своего народа. Вот какой оказался ты благородный, Тонг-Тыгин. Я же, хоть и была у тебя в твоих детских играх за твою душу, Даену и за всю массу народа твоего, не поняла сначала тебя, так же, как до сих пор не поняла тебя хазарская вся масса народа. Но теперь я, наконец, все поняла, и вот иду к тебе. Так хотела сказать страдающему волчонку его Воислава, но не сказала. Протер предательскую влагу в глазах Тонг-Тыгин и, как всегда, уже никого перед собой не увидел. Отошла от него река, принимавшая образ прекрасной девушки Воиславы, и легла в свое обычное русло. Тихо колыхалась в своих берегах, похожая теперь на перевернувшуюся белым брюхом вверх огромную рыбу. А на берегах и на острове шумел, просыпался родной для волчонка город. Говорили про Итиль, город в халифате, что станет он скоро как Вавилон, потому что говорят в нем на 4 языках, а исповедуют 4 великие веры, и одни боги знают, сколько малых вер. И пусть еще не строят в хазарской столице башни к небу, но с каждым годом прихорашивается она, обрастает новыми домами, шатрами и юртами, караван-сараями и базарами. На хазарских базарах льется золото рекой, а у городских причалов корабли и лодки со всего света, и кого только не встретишь на Итильских площадях. Почитай, полгорода булгары, а сколько славян, албан, армян, мадьяр, иудеев, и не только тех тюрок, что приняли эту веру, а горбоносых и брим, пришедших из-за реки, чьи предки еще видели второй храм. Всех приветил Итиль город, всех принял. Вот, Тонг-Тыгин уже видит свой город на солнечной ладони, не с забором чистоколом вокруг,
а с крепкими стенами, как наконечники копий уперлись в небо островерхие войлочные юрты скотоводов, а рядом блеснули покатыми крышами саманные мазанки виноградарей и рыбаков, сгорбатились деревянные дома рахданитов, купцов и чиновников. Всем вдоволь места, как конные командиры встали над мазанками, юртами, землянками и домами, блистая золочеными куполами и облитыми глазурью минаретами, христианские церкви и мусульманские мечети, а между ними, весело тесняя их, плюхнулись похожие на сундуки плоскокрышие дома молитвенных собраний, синагог, и повсюду на улицах и площадях, как стража, приткнулись у божьих заведений там и сям деревянные языческие идолы с золочеными и посеребренными усами и рогами. И сколько расставлено в городе, как достойных воинов, балбалов и истуканов, поставленных в честь героев, желтых из песчаника и серых из гранита, и не меньше пирамид с магическими надписями, и рядом с пирамидами лес длинных шестов. Когда-то они были со свежими кусками мяса на своих тонких остриях, тянувшихся к небу, чтобы дать пищу богам. А на острове колышутся резной листвой, все в лентах и дарах, священные дубы. Вот, встречая восходящее солнце, проснулись храмы, и идолы возле храмов не для соперничества и мести друг другу, а чтобы охранить людей, сверкнули золотом и серебром своих одежд. И люди, смешавшись в разноодежную, пеструю, но общую помыслами толпу, потекли вниз к реке, чтобы радоваться, что вот вместе встретили весну и Новый год, так же вместе, как вместе торгуют, воюют против недругов и платят властям подати. Люди весело вываливаются из своих жилищ и многочисленных караван-сараев, столько всегда гостей, и уже кишат муравейниками возле базаров, понедельничного, вторничного, среднего, четвергового и воскресного, в Новый год открывающихся все разом, невзирая на день недели, столько будет на Новый год товаров. Люди устремятся на сук-ар-ракик, невольничий рынок, и на рынке платяной, ковровый, арбузный, рыбный и мясной. Люди расселись на корточках в саффах, торговых рядах, устроенных вдоль улиц, и залезли в похожие на собачьи будки меняльни. Они глазеют на юных жонглеров, лучников, арбалетчиков и борцов, а те в одинаковых одеждах и приплясывая, как положено, пересекают город, чтобы зазвать население и двинуться затем к раскинутому еще накануне огромному Хазар-Мехи, праздничному шатру, в котором уже должно быть заранее готово угощение всем от Кагана. Там люди рассядутся за угощением, и в этот момент перед ними явится так же, как солнце, сам Каган. Он не будет скрываться от народа, а сегодня выйдет к своим людям. Вот так. Волчонок так увлекся своим городом, что попробовал шагнуть в него и тут же опомнился. А по настилу под ногами катилась лепешка. Тонк с трудом разогнулся и, взглянув вокруг себя, увидел другой город, не только что ему привидевшийся, а весь какой-то полузарывшийся в песок и глину, приниженный, с обезглавленной вчера главной мечетью на острове. Глашатые на площади объявили, что мечеть обезглавливается по распоряжению Иши Иосифа в отместку за дурное обращение с верующими неизреченного бога в Багдаде. С главной церковью на острове тоже без шлемов, шлемы срезали тоже в какую-то отместку, а потом снова так и не разрешили возводить, чтобы не оказался христианский собор выше Белого храма. И с пнями на острове вместо старых дубов святые дубы спилили, чтобы не было у русов непровержимого повода приставать к острову.
Из кучек народа, все еще толпившегося в ожидании на берегу, закричали, смеясь: «Эй, волчонок! Как же ты всем нам рассказывал, что, став каганом, поведешь нас сразу за великой Олье добычей, а сам не то, чтобы броню надеть, разогнуться не можешь». И тут кто-то страшно съязвил: «Ха, какой там волчонку престол! Он и престол под лоток приспособит, чтобы лепешками торговать». У Тонга отхлынула кровь от лица, но он сдержался. Вернулся к своему игрушечному городу и водрузил на место, предварительно обдув от приставшей пыли, беглянку-лепешку. Доски моста закачались, поплыли под ногами у Тонга, как на морской волне. Это стражники с острова пустили народ на мост. Услышав приближающийся топот многих ног, Тонг-Тыгин согнулся в полупоклоне, как положено купцу, громко закричал: «О, харам, свободные люди! О, почтенные рахданиты, купцы и ты, заморский гость! Купите у меня самые вкусные в городе лепешки! Купите, и вы возвисьте свое высокомерие, ибо только у меня можно поесть лепешек, самолично изготовленных благородными руками принца». Оттеснив голодных и нищих, огромная туша надвинулась на Тонга. Туша была столь жирной и крупной, что даже под халатом чувствовалось, как перекатываются составляющие ее шары сала. Лес высоких шапок, тузурки, кувшинов, шитых золотом, обступил Тонга. «Оу, купите лепешек!» Тонг, как положено торговцу, подобострастно подставил покупателям полу своего халата. Он играл в торговца и оторопел, когда дождь монет, даников, посыпался в полу халата. Монеты падали и Тонгу на голову, проникали за шиворот, раскатывались по мостовому настилу. Однако Тонг не бросился жадно подбирать монеты. Знал, что такое торговцу, раз уж он им стал, положено, но дольше он играть уже не смог. Гордость остановила его. И тогда купцы, швырявшие перед этим горстями даники, чтобы произвести друг на друга впечатление, сами не выдержали, кряхтя стали подбирать свои монеты с настила. Даже необъятно жирная туша попыталась подобрать пару монет. Когда все даники были собраны, Тонг, как положено, отвесил поклон покупателям. «Берите лепешки, товар ваш!» Жирная туша, с трудом нагибаясь, сама стала поднимать и дарить другим лепешки. «Вот вам всем, почтенные, от моей Гера Фанхаса щедрости, а тебе, мой гость, мудрый кордовец, да будет длинный свиток твоей жизни, вот эту горяченькую, клянусь всем своим жиром, прости, клянусь Всевышним, ты сможешь всем рассказать по дороге в свою Кордову, что побывал в чудо-городе, где купцы так возвысились, что наследник Кагана сам печет им горячие лепешки. Пересмеиваясь, местные купцы повели своего кордовского гостя дальше по наплавному мосту. Гость тоже смеялся с ними, но сквозь его смех нет-нет да прорывалось ворчание. Конечно, заставить принца благородной крови печь нам, купцам, лепешки — чудо, но все-таки то ли это чудо, чтобы вызывать ради него мудрого человека из самой Кордовы? Гер Фанхас хлопнул гостя по плечу. «Не брюзжи, кордовец, мы тебя нарочно подняли до рассвета, чтобы показать тебе созревшую ягоду при свежей росе, налитую, просвечиваемую. А к полудню увидишь, и как выжмем мы из ягоды сок. Ох, когда сдерут с ягоды кожуру, разлетятся красные брызги до ромеев и до арабов. По всей Европе содрогнутся сердца от ликования и страха. Тебе же остается лишь достойно, на пользу Шехине, божественной сущности, расписать деяния. Понял, свидетель?» Игорь Фанхас
страшно довольный собой, еще раз увесисто хлопнул кордовца по плечу. Купцы прошли мимо волчонка. Тонг-Тыгин, не разгибаясь с торгового полупоклона, смотрел отходившей кучки купцов вслед. Понял ли он, зачем понадобилось купцам это представление с участием заморского гостя? Повествователи позже передавали лишь то, что он, проводив купцов долгим взглядом, выпрямился, медленно снял с себя почетный родовой пояс с железной пряжкой, изображавшей волчицу между двух сопок, и стал убийственно неторопливо пересыпать из полы своего халата внутрь пояса кинутые ему купцами за лепешки медные даники. Он старался делать это дело как можно более независимо, но облегченно улыбнулся, когда даники кончились. Тогда он спокойно повесил пояс, как четки, на шею, повернулся лицом к медленно всплывавшему из-за реки солнцу и сел на корточки. «Люди, голодные, берите лепешки за даром, купцы оплатили, сегодня ваш хлеб». Наплавной мост ходил под ногами ходуном. Стражники пустили на мост теперь и толпу с берега. Тонг прикрыл глаза. По терре, закону обычаю, не положено было кочевнику смежать веки при молитве. От богов нельзя, как нашкодившему псу, прятать глаза. Но Тонг уже знал, что все равно сегодня нарушит все, что положено. Он и так слишком долго смирялся и ждал. И дождался только того, что стал жалким. Однако он все-таки не ягода, на которую со смехом наступают подошвами, разбрызгивая кровавый сок. Волчонок чувствовал, что его обступили, и, не открывая глаз, он видел их, кто в халатах, кто в длинных рубахах, а кто и в шкуре, все с непременной серьгой, в ухе с распущенными, сбившимися волосами, большинство с длинными носами и узкими, как щелки, глазами, приметным признаком смеси, наглядным приварком котла, в котором уже какое поколение варились вместе прибившиеся под руку ашины осколки разных рас. Они еще цеплялись каждый за свою веру, за своих отдельных богов, а природа уже делала собственное дело, зная, соединяла, сплавляла их и, как тавро будущего, дарила им эти общие, одинаковые длинные гордые носы и зоркие щели глаз. Они еще оставались здесь только толпой, вот как та, что сейчас обступила его Тонга-Тыгина, не всей массой, а только кучкой народа. Но ведь это по вине потомка Ашины. Единственно потому, что он, тот, кто призван был соединить их под собой вместе единой, способный равно воспламенить сердца всех великой идеей, не поднял свой дух до этой идеи, не нашел еще для них единого солнца. Ну не бойтесь, берите лепешки за даром, никто не пробьет вас. Тонг-Тыгин вдруг резко выпрямился и широко распахнул свои глаза. Он уловил, что сейчас, в этот вот миг, взошедшее солнце выкатит свой желтый шар, что оно пришло на наплавной мост. И, смотря прямо в ударивший ему в глаза свет, волчонок закричал. Он крикнул громко и уверенно, что вы слышали и поверили все, и растопырил локти, и повел ими вперед, как будто махал крыльями. Черная река! Я, степной народ, верен тебе! Обернувшись черным вороном, буду вместе с тобою подчищать все, что снаружи. Обернувшись мышью, буду собирать, запасать с тобой все, что внутри. Обернусь Нембе тонким войлоком и попробую вместе с тобою укрываться. Обернусь юртовым череще толстым войлоком и укрою от ветра разведенный вместе с тобой огонь. Но однако, черная река,
Как же ты допустила такое дело, что конь голодает, что разбрелся туда-сюда конь?» Тонг-Тыгин перестал смотреть прямо в ударивший ему в глаза свет. Глаза ему нестерпимо жгло, и попробовал оглядеться, как слушают его слова. Он не увидел лиц. В глазах была еще только одна боль. Но потому, какая настороженная тишина затаилась вокруг него, словно эта рысь приготовилась к решающему прыжку, волчонок угадал, что его очень внимательно слушали, и он продолжил. Черная река, ты что-то сделала не так, лаская, как послушная наложница, лодии купцов и забывая хорошенько напоить коня. Да и твой брат Солнце, забрав весь свет у рода Каганов, теперь не знает, что своим жаром делать. Он выжигает степь, так что скоро вокруг Икеордос, великого двора, будут бегать одни бактрийские верблюды. Ты урезонила бы своего брата Солнце, о черная река, покровительница кочевников. Глаза Тонга-Тыгина остыли, и он теперь видел, как испуганно и восторженно обступает его толпа. Он воодушевился, подумал. Вот-вот, с чего ему сразу надо было начинать. С открытых, смелых речей на наплавном мосту к толпам народа. И тут же допустил непоправимую ошибку. Как будто, развивая успех на поле сражения, он побежал и принялся преследовать самое белое солнце. Он вдруг побежал в пляске орла, как безумец, навстречу брызнувшим ему под ноги белым лучам. Он даже замахнулся на них, изображая, будто в руке у него чичуа, длинный кнут. Он бежал в пляске орла по наплавному мосту и охально кричал, вселяя ужас в расступившихся перед ним людей, поливая их спины холодным потом и настолько лишая сил их колени, что все люди на мосту сами собой попадали ниц. Тонко бессилел, сам тоже упал на колени, но, махая кулаками, все кричал: белое солнце! Как осмелилась ты отвернуть радость от всей массы степного народа! Солнце! Не смей дурно поступать с конем! Это я тебе говорю! Я, волчонок! Я Тонг-Тыгин, потомок Ашины-волчицы, которому само Кэктенгри, синее небо, доверила пасти коня. Отдай! Слышишь? Отдай мне должную силу, солнце! Не забирай себе весь свет! Зачем тебе столько жара? Слушай, солнце, неужели тебе не стыдно, что даже я, наследник Кагана, стал кормиться в своем городе торговлей? Что ты, солнце, делаешь с конем? Ты разве думаешь теперь только о торгующих? Но у них уже есть свой неизреченный бог. Тонг разошелся, и вот тут-то и совершил непоправимую ошибку. Он кулаком помахал солнцу и будто плетью на солнце замахнулся. Но он боялся, что все равно даже и это стерпят боги и люди, уж слишком как рабы они стали терпеливы. И тогда с вполне холодной головой и не с пьяной, а с трезвой своей мужской печенью, он, издав погромче вопль, чтобы на него хорошенько смотрели, закинул на спину полы своего халата, приспустил до таай штаны и публично показал великому богу свой зад. Он поднял до таай только, когда вокруг него, как полоснутый ножом, охнула вся толпа. «Ой, Кэс, предки! У нас случилось страшное! Последний в роду Ашины решил оставить нас без богов! О, Икэс, предки! Подскажите, что же нам теперь делать? Волчонок прогоняет от нас бога!» Тонг-Тыгин выпрямился,
потрогал свои 9 клоков бороды, рванул было их, пытаясь принародно выщипать священные знаки рода. Потом снял с себя пояс с пряжкой ашина, положил перед собой и покорно сел на корточки, как садятся отдающиеся на милость. Он немного посидел так, внушая всеобщий страх, потом достал маленький ножичек для сверления стрел, резанул запястье и, вытащив из ранки добрую горсть крови, брызнул вокруг себя. «Расцветут в местах, где упала моя кровь, в мою память красные маки», — сказал он. Он знал, что сейчас боги ли, люди ли опомнятся и расправятся с ним, и он искренне хотел самой жестокой расправы, потому что тогда бы люди о ней подробнее рассказывали, и уж точно, пока сообщали подробности, пересказали бы и все, что наговорил, умирая, несчастный злодей, герой, волчонок. Тонг-Тыгин снова вытащил из запястья целую горсть крови и снова разбрызгал вокруг себя. Где же это пламя, неспосылаемое с неба, в котором я должен сгореть? Почему не выскакивают из толпы на меня свирепые псы с бронзовыми лбами и мордами, как долото, те, которым плетью служат мечи, которые питаются росою, ездят верхом на ветрах и во время смертельных боев едят мясо людей, а в поход запасается для еды человечиной? Ни пламени с неба от богов, ни псов от толпы не было на него. Солнце прикрылось облаком, а толпа отливала от него, как волна, обессиленно отступала, оставляя, словно принесенные с собой камешки, гальку, пену, мусор, лишь одинокие фигуры самых любопытных, или, может быть, тех, кто не до конца понял весь ужас случившегося. Толпа уходила, как уходит вода, чтобы оставить пустыню, мертвую землю. А он? Он кропил и кропил эту мертвую землю вокруг себя горстями своей крови. Он словно навечно помечал ее своей кровью. Повествователи потом писали, будто бы все на наплавном мосту тогда замерли в страхе и, шныряя глазами вокруг или закатывая глаза к небу, это уж кто как, стали ждать истукана, когда же он наконец объявится, чтобы принародно наказать отступника, и думали только о том, какой истукан сейчас чудом появится из обтесанного или необтесанного камня, то есть друг кочевника или кочевничий враг. Про особое назначение истуканов-балбалов кочевники знали с молоком матери. Десятки истуканов остались на великом пути кочевых орд из Забайкалья по Сибири, на Алтай и дальше в сторону Урала и Итиль-реки. Грубо обтесанные глыбы балбалов ставились на крови мщенья, они изображали поверженных врагов, а обтесанные, почти как скульптуры, воздвигались в память самих героев. По преданию, это каменные тела для душ воинов, переселившихся на небо и ставших Екес, предками. И вот известно всем было, что предки ревностно блюдут с неба каждое свое потомство, свой хож и дом на земле, пасут свое потомство, как заботливые и строгие пастухи, хорошо плодящиеся стада, а каменные тела нужны предкам, чтобы они могли сразу, как потребуется для сохранения чести рода, спуститься на землю, помочь людям в бою или освободить всю массу народа от какого-то неразумного. В великой степи, когда люди находят неразумного с проломленным лбом, то непременно назидательно говорят, указывая другим на него: «Вот неразумный достукался, наказал его за грехи истукан».
Наши великие Екес, предки, не оставляют без наказания проступков против закона степи. Когда Тонг-Тыгин бросил вызов богам, то всеобщее потрясение в толпе на мосту было настолько сильным, что все с перепугу отбежали и стали оглядываться, коситься, ждать наказания свыше. Толпа, как волна, отхлынула от Тонга. Недалеко от него оставались только немногие любопытные. Дальше всех был Герфанхас со своими заморскими гостями. Чуть поближе терлась Сирах. Змеиноволосая красавица Сирах сумела выбиться в новые прислужницы к самому Иосифу и слала теперь в городе за его коруку, то есть глаза и уши. Она была страшно довольна своим положением, и даже сейчас уж, казалось бы, при таком страшном событии, забыла о страхе и только вовсю шарила глазами, стараясь запомнить все, что можно донести управителю. Шалума и Мазбар, переминавшиеся с ноги на ногу недалеко от Сирах, были официальными городскими сплетниками. По занятию они оба были торговцами, оба держали по питейному подвалу. Но свое сплетничество они подкрепили титулом наблюдателей за луной, купленным у жрецов Белого храма. За луной Шалума и Мазбар после этого наблюдали даже днем и в любом помещении, проникая, куда только им хотелось, и разнося, конечно, непременно со ссылками на луну, какие угодно вести. За спинами Шалумы и Мазбара гордо виднелись еще два оповестителя, уже очень важных, так как они оповещали один самого халифа, другой самого византийского базилевса императора. Узкоглазый муфтий, весь в синем, стоял боком к Тонгу, будто обратившись лицом на юг, к Мекке, но взгляд его был кос и не отрывался от лица незадачливого наследника. Что-то он еще выкинет. И как вообще понимать все эти действия обладателя почетной цепи халифа, совершенно забывшего, кто ему эту цепь дарил и на чьем корабле он сюда прибыл? А совсем поодаль в зеленых одеждах застыл, нахохлился, как зеленый какаду, новый христианский епископ Памфалон. Его рукоположили в этот сан совсем недавно. Он был тощ и безлик, и сейчас казалось, что за непотребством наследника следит не живое существо, а пустая епископская одежда. Вот между всем этим мусором, застывшим вокруг Тонга-Тыгина, сотрясая своей тяжестью доски наплавного моста, и прошагал, пугая всех будто надетым на камень тяжелым воинским кожаным жилетом с железными чешуйками и железным шлемом, громадный Балбал. И охнула толпа в едином порыве. Достукался Тонг-Тыгин. И не пытался уже никто даже рассмотреть как следует истукана. Чего было его рассматривать, если сразу ясно было, что истукан пришел все-таки обтесанный, то есть, значит, из стана друзей-кочевников, а не врагов. И, может быть, поэтому все и не удивились, что истукан не сразу ударил, низвергая слушника богов Тонга-Тыгина, а вроде как грозно спросил, допросил о чем-то. Последнюю исповедь уходившего на небо не полагалось слушать непосвященным, и люди как-то все попятились еще дальше от Тонга, оставляя его переговариваться с истуканом. На истукана, чтобы не навлечь на себя беду, все старались не смотреть. Увидели только, как Тонг-Тыгин, что-то доказывая истукану, вдруг ударил себя кулаком в грудь. И тут вдруг раздался заводивший толпу вопль кого-то из Калирку, посторонних, оставшихся недалеко от Тонга. «Хабары! Бунтари, бейте лепешечника! Хорошенько его поколотим! Смотрите, лепешечник даже с Балбалом пытается спорить!
ведет себя как родич волчицы. А какой он волчонок, он лепешками торгует. Он теперь пес шелудивый. Убьем наследника, у нас есть ему замена. Разве Иосиф недостойнее его умом и обличьем? Все сразу и не поняли, что это змеиноволосая Серах подзуживала. Уж очень неожиданным было, что кабар бунтарей, которые избивали людей чужой печени, теперь призывала женщина, которая сама недавно от кабар пострадала. Однако расчет Серах, видимо, все-таки оказался правильным. Кто-то смолчал, а кто-то, пусть самый ничтожный, глядишь, и откликнулся. «Убьем жалкого пса! Он показал зад Богу! Убивайте шелудивую собаку, люди!» Муж Серах, заводной Арстархана Болан-Лось, первым подался на эти вопли ближе к Тонгу-Тегину. За ним подались вперед и другие. Толпа, так же, как прежде, она опала, откатилась, теперь опять забурлила, как волна, поднялась, пошла на Тонга-Тегина. Она теперь шла медленно, пересыпаясь, как бархан. Взметнувшиеся кулаки, руки с ножами и плетьми. Толпа прошла и скрыла в себе, поглотила, как камешки, тех любопытных, и не от любопытства ли закричавших, калиирку, что оставались вокруг наследника. Серах осталась сзади, но все кричала: «Пусть отлетит лепешечник! Смотрите все, как сам народ расправляется с ашинами!» А толпа напирала, толпа придвинулась к Тонгу вплотную, руки занесены, какая ударит первой. Потом все рассказывали по-разному. Одни рассказывали, что случилось чудо, и на белом облаке явилась тут к волчонку необычной красоты золотоволосая женщина, та, что способна рожать от желтого луча, проникающего через дымник юрты. Другие клялись, что золотоволосая женщина прилетела вовсе не на облаке, а врезалась в толпу на орог Сингула, сильной белой лошади с черной спиной, и описывали, как вдруг появился над занесенными толпой на Тонга кулаками золотой плещущий прапор, или нет, золотая женская коса на древке копья. Был такой заведен обычай еще в дни военных побед в Каганате, что сам Каган прикреплял золотую женскую косу к древку копья отличившегося воина, и тот нес копье в бою, как бунчук впереди войска. Так вот, сначала появилась золотая коса, а потом возникла оскаленная лошадиная морда прямо перед лицом Тонга-Тегина, и белые, точеные, крепкие руки, ловко работая серебряной уздой, отвели оскаленную морду от Тонга, а коня резко развернули боком и отгородили тяжелым конским крупом волчонка от толпы. Золотоволосая теснила лошадью толпу от Тонга, затем выхватила короткую плеть и стала неистово стегать по занесенным кулакам, по рукам, сжимавшим ножи и камни. Ее удары были точны и метки, кулаки разжимались, ножи и камни попадали на землю. Затем она развернула лошадь и смело въехала между Тонгом и каменным изваянием. Она была занесла плеть даже и на истукана, но пришедший в себя Тонг перехватил ее руку, а золотоволосая крикнула: «Что, наследник Кагана? Хорошо я отхлестала твою толпу. Ишь, как разъярились глупые. Сами же ели твои лепешки, и сами же, как тупое стадо, полезли тебя топтать». Щеки ее пылали от гнева, но синие глаза уже улыбались. «Они не поранили тебя, Тонг?» Она наклонилась с коня, обняла Тонга руками за шею, прижалась к нему. «Ты спасла меня!» Она уже совсем отошла от гнева, засмеялась. Волчонок, однако, попытался отстраниться от нее, сказал: «Почему ты появилась? Ведь ты же отвернулась от меня, когда я захотел стать простоволосым лепешечником. Разве не ты попрекала меня, что я хочу потерять свою благородную печень и опуститься до уровня презренных? Не ты ли говорила, что скорее готова увидеть меня мертвым, чем униженным? Не ты ли
не захотела даже видеть меня и обходила стороной наплавной мост, когда я не послушал тебя и все-таки стал лепешечником и разложил свой товар на мосту. Зачем же ты теперь здесь? Не мешай мне отлететь в мир иной. И потом, разве ты не понимаешь, чем ты рисковала? Как же можно было придумать такое безрассудное? Девушке врезаться на лошади в разъяренную толпу. А если бы кто успел подколоть лошадь? Ведь если бы они тебя стащили с лошади, они бы всей толпой надругались над тобой здесь, прямо на месте. Как же можно было пойти на такое безрассудство? Ты рисковала погибнуть обесчещенной. Но Воислава только крепче прижала лицо Тонга к своей груди. «Милый, я люблю тебя. Я никогда не переставала тебя любить. Я дочь купца, и разве для меня могло быть оскорблением моей гордости то, что мой суженый тоже станет торговым человеком? Разве в этом есть какой позор? А отговаривала я тебя, Тонг, от торгового дела только потому, что ты волчонок. Ты ведь сам убедил меня, что род Ашины, волчицы, живет ради Эля, что судьба всех волков служить Элю, всему своему народу, а другого пути для людей из рода Ашины нет. Ты ведь сам убеждал меня, что как орлы не ходят по земле, но только парят в небе, так и ты все равно не смог бы опуститься на землю к простоволосым, что ты небом рожденный. Ты не упрекай меня в опрометчивости. Я была сама не своя. Как услышала, что волчонка на мосту убивают, так сразу на коня вскочила, и вот я тут. Тонг-Тыгин обнял Воиславу. «Прости меня, моя любимая. Ты поступила как поленница, богатырша, и ты спасла меня. Это не я тебя спасла, это вся масса народа. Ты помнишь, как мы играли с тобой? И я была за всю массу народа». День 27. Царь Иосиф. Царь Иосиф лежал в постели и тихо злобствовал. Уже давно рассвело, уже солнце поднялось, а он лежал в опочивальне один за шторенными окнами и делал вид, что спит. Там, за плотными занавесами, у храма напротив дворца была весна, там были река и синее небо, а здесь вовсе не было еще настолько жарко, чтобы по восточному обычаю за занавесами скрываться от солнца. Он размышлял. Вон объявили меня уже вчера у женщины Гаоном. Но что я за повелитель душ без дирхема за поясом? Теперь волчонка нет. Но не на беду ли свою расчистил я дорожку претендентам на Куббу? Теперь вот сиди и сам дрожи. За спиной-то Ашинов уже не посидишь. Последнего волчонка-то нету, все. Одна сейчас может быть защита. Деньги. Но где их взять? И так меня на рынке уж не по наущению ли Фанхаса обстригателем прозвали за то, что все золотые и серебряные кружочки, что через городские службы проходят, самолично немножечко обстригаю. Однако сколько можно на обрезках нажиться? Крохи. Нет. Обогатит меня только долгий неурожай. И не здесь. Там, на Руси, неурожай, чтобы вовсе перестали поступать челны с хлебом. Ведь того и гляди, прорвутся караваны, минуют засады. А как в городе появится хлеб, разорен буду. Он жмурит глаза до слез, но, кажется, сегодня опять успею перехватить хлебный караван. Все продумано. Ведь если не шлет всеведущий, не урожая на Днепр и Рось, то пока можно еще сделать так, чтобы лодии из Руси не прошли. Слеза скатывается на подушку. Иосиф не решился ее смахнуть ладонью.
Пусть это будет моя слеза по запруженной реке. Тишина. Только противно жужжит за оконными занавесами проснувшаяся весенняя муха. Как тяжко иногда бывает лежать, изображая безмятежный, ничего не ведающий сон. Если чуть-чуть приоткрыть глаз, разыскивая назойливо жужжащую муху, то сквозь прищур различимо вроде как одно круглое пятно на занавесе, желтое и похожее на луну в ее каббалической трехчетвертной фазе. Ах, вскочить бы Иосифу сейчас с постели и попрыгать, потянуться вверх, покричать хоть этой искусственной луне. Подобно тому, как я прыгаю перед тобой и не достигаю тебя, так пусть враги мои не достигнут меня в своем стремлении причинить мне зло. Иосиф молится. Он не расслышал ни звона мечей, ни грохота распахиваемых дверей, только шаги, мягкие, почти неуловимые. И встала опять вокруг постели Иосифа тишина, но уже живая, что-то прячущее в себе, как беременная женщина, плод. Кого родит эта тишина? Мелькнула. Вошли в чарыках, сапогах-чулках. Наверное, Арсии. Испугался. Они увидели меня спящим без наложницы. Не подумает ли про меня, что я слаб? И сразу ответ: а ежели бы дело не удалось? Дело не удалось, а меня застают с наложницей. Обозленные, они убили бы игравшего с наложницей. Ах, пока мы проливали кровь, он тут развлекался. Но что же они не говорят? И тяжелые, будто передвигается каменная глыба, шаги Арстархана. «Проснись, повелитель! Тебе несу известие!» И следом тут же разнобой, гвалт, грохот. Это в опочивальню, больше за зрелищем, ворвалась вся свита. Среди шума Иосиф различил даже женские вскрики. Подумал, не перестаралась ли любимица Серах, организовывая такую сумятицу. «Проснись, о суд судай, имеющий печень!» Иосиф замер. Пусть его расталкивают, пусть даже женщины, всегда отличающиеся подозрительной наблюдательностью, уверятся, что он спал крепким, ничего не знающим сном. Кричат: «Корок! Корок! Спасай уж, царь!» Да, Серах, конечно, незаменима. Сделать бы ее главной женой. Кричали то, что требовалось. Иосиф все-таки еще подождал, потянулся. Что случилось? «О, мой славный начальник! Стражи! О, мои подданные!» Теперь Иосиф изображает, что он проснулся. На лице прекрасная бледность. Над гордым носом, на лбу морщины сошлись в гияр, мету избранничества. «Хон-Карба! Зиму прожили мои свободные люди!» Иосиф нарочно назвал всех «мои свободные люди», как называл согласно обычаю подданных Каган. Иосиф веки приподнял над черными очами своими очень медленно, словно он уже еда Медикун, умеющий наводить ветер и дождь, и проснулся после свидания во сне с самим Богом. Потом Иосиф встал, закатил глаза к небу и заломил руки. «Харам! Свободные люди! Я сам вам скажу весть, которую вы принесли с испугом сейчас ко мне. Всемогущий во сне уже открыл мне ее. Я спал, а Всемогущий сказал мне: помнишь, давно это было? Проходили русы дружиной мимо великого города на реке. Вышли русы из своих лодий отделить половину добычи, как было договорено,
когда пропускали мы их за море мимо своего города. Однако наши стражники Арсии, будучи обиженными, что русы сильно пограбили мусульман на побережье, не довольствовались половиной добычи, а взяли ее всю, перебив зазевавшихся русов. Всемогущий сказал мне сейчас во сне: «Смотри, царь Иосиф, такое теперь будет часто повторяться». Все благоговейно уставились на Иосифа. Какое еще нужно было подтверждение его святости? Ведь именно злосчастная весть о том, что перебили русов, принесли они своему царю. «О, почтенный царь! Ты меня уж не вини. Я сам только узнал, какое горе! Арстархан уж слишком заламывает руки». Иосиф перебил, вознес ладони к небу. «Увы мне, увы! Что я скажу послам Ольги?» Арстархан тяжело опустился на колени. Арстархан сходу понял, чего хочет от него Иосиф. Арстархан скорбно говорит самое нужное. «Ну, вели отсечь мне повинную голову, почтенный царь, не досмотрел я. Мусульмане христиан не терпят. Священная война. Как раздору помешать? Не от власти нашей сия, а от войны халифата с Византией». Иосиф насупил брови. Показно думал. Должны же были все видеть, как трудно ему дается решение. Решил. Докладываешь, что там больше поубивали христиан? Тогда посылай быстро за епископом. Пусть отслужит пышную панихиду. Мы должны показать нашу скорбь. А я сейчас тоже прибуду на печальное место для разбирательства. Но я, конечно, не буду решать один. Я посоветуюсь. И они пошли. Впереди Арстархан, за ним Иосиф. Им вслед оплаченная, умело подобранная, разношерстная толпа старательно кричала: «Корок, спасай уж!» Иосиф было посетовал, что опять Серах перестаралась, зря вынесла на площадь дворцовую дипломатию. Но потом согласился, что Серах действует неплохо. Он ведь теперь царь, а царь должен выглядеть спасителем своего народа. Вместе с Арстарханом Иосиф садится в лодку. Рабы гребли быстро и четко. Страж же под городом увидел Иосиф двух стражников, толкавших в спину зеленого попугая. Так любил называть христианского епископа Иосиф. Он не упускал случая навесить какую-нибудь унизительную кличку на любого маломальски влиятельного в городе человека. Так он умно осаживал возможных соперников в общественном мнении. У попугая в руке на цепи была дымившаяся чаша, которой он резко размахивал. Почему к новому епископу прилипло прозвище «попугай»? За зеленые одежды или за то, что тот, когда Иосиф говорил, неизменно, как эхо, повторял за Иосифом все его слова? Стражники бесцеремонно подталкивали попугая в спину. Царь Иосиф обернулся и недовольно показал на происходящее Арстархану. Раскрыл было уста, чтобы дать надлежащее указание, но передумал, сомкнул уста. Иже управитель мог себе позволить лишний раз наставить начальника стражи, но не надо высокомерному царю опускаться до мелочей. Он сделал неловкое движение, лодка накренилась. Арс подождал, пока лодка выровняется, потом высокопарно и хитро, словно змея, поднявшая голову, зашипел: «О, повелитель! Среди них очень мало было на шеях с крестами, но мои люди решили всех на кресты. Повелитель, мы велели им нести на берег десятину, которой облагают товары. Мы выбрали место, где они должны были складывать десятину, как ты и присоветовал, далеко от берега.
Когда они понесли на спинах мешки, мы напали, удачно напали. Лодка ткнулась в песчаный берег, и, утопая подошвами в песке, Иосиф сначала пошел посмотреть добычу. Не одни же мешки с хлебом были у русов. Иосиф догадывался, что Арсии большую часть добычи от него припрятали, но расследование не учинил, стерпел. Подумал, что больше выручить на своих хлебных амбарах. Мешки с зерном туда. Пусть Арсии входит во вкус, а русы не должны совать сюда носа. Я думаю, твоим стражникам можно будет за нынешнюю луну, за этот месяц, не платить содержание. Вы, вижу, достаточно взяли, все же мудро сказал Иосиф. Арстархан не возразил. Пошли к месту казни. Распятые еще отлетали к небу, но с крестов никто не молил о пощаде. Только один с окладистой золотистой бородой, увидев Иосифа, внезапно начал кричать: «Почтенный управитель, Иосиф, помилуй! Что эти душегубы натворили? Всех на кресты! Почтенный Иосиф, а меня-то за что? Я же не пасынок, вольный дружинник, я гость торговый. Меня в твоем городе все помнят. Я отец своей славы, которую за золотистые волосы вы тут таной жемчужиной прозвали. Отпусти меня, я не пасынок, я же хлеб в город вез. У меня собственный корабль. Тут вот и женщины со мной были, купцы мы. Эй, суд-судай, имеющий печень, Иосиф, отпусти меня, отпусти за выкуп. Суд-судай не трогает мирных купцов. Это же Тере, правило. Отпусти меня, дам Шиткю подарок. Я тебя в городе одарю. Арстархан при упоминании о Шиткюле быстро глянул на Иосифа, дернулся к купцу. Иосиф, чувствуя, как в гневе бледнеет лицо, в упор встретил взгляд жадного Арстархана, плюнул. Вообще-то он презирал кочевничью привычку плеваться на врагов и показывать им зад, но сейчас он подумал, что это неплохая привычка, ведь она сразу низводит противников на ступень скота. После таких оскорблений уже заранее невозможно благородство, и остается только расправа. Иосиф выругался про себя, его глаза стекленели, бледный гордый профиль заострился. Он негодовал на Баубала. Кто же Арстархан, как не тупой Баубал, если за подарок готов оставить свидетеля против себя? Иосиф показал Арстархану, приказывая открытую правую ладонь. Арстархан шагнул к купцу на кресте, но тут же отвернулся, вроде как забыл про царский знак, и двинулся в сторону от креста с вопившим о пощаде купцом. Арстархан не хотел добивать купца, явно все-таки хотел получить Шиткюл. Иосиф стал шарить взглядом по суетившимся возле крестов с казненными стражникам. Всегда, когда проводится казнь, есть люди от ее исполнения увиливающие, есть с удовольствием наблюдающие, и есть такие, кто жаждет стать добровольным палачом, лишь бы утвердиться. Иосиф замечал, что чаще всего этих добровольных палачей другие презирают, а то и бьют, а тут им выпадает возможность кого-то побить. Купец, мучившийся на кресте, опять закричал: «Милостивый управитель Иосиф, прикажи снять меня с креста, я Бут, отец своей славы, золотоволосый, давно в твой город пшеницу привожу, а и дочь моя в городе сейчас, она подтвердит, что я купец. Где же это было, чтобы торговых гостей распинали?» Иосиф искал добровольного палача. Наконец нашарил глазами того, кто ему подходил.
будто рыбу на крючок выудил из кучки стражников молодого Хокерчина, явно не Арсия по обличью. А он помнил этого Хокерчина. Тот обычно охранял Арстархану спину или водил за ним лошадь. Ну, да это же Муштарах, шустрый лосенок, Булан. Сейчас Хокерчин сидел возле самой воды и в упоении разбирал какие-то тряпки из награбленного. От радости, что что-то награбил, Хокерчин даже язык наружу красным лоскутом, как малый лосенок, вывалил. Иосиф крикнул: «Эй ты, лосенок!» Лосенок сразу подобострастно подскочил, присел перед Иосифом на корточки покорности. «А ну, Булан, попроси-ка этого крикуна не нарушать тишины, приличествующей при нашем злосчастье», — негромко сказал Иосиф, показывая глазами на Будда. «Пусть помолчит». Булан выполнил приказ сметливо. Отец золотоволосый, Иосиф, конечно, помнил золотоволосую, вдруг задохнулся в каком-то булькающем скрипе, а к подножью креста, несколько раз перевернувшись в воздухе, шлепнулся такой же лоскут, какой торчал изо рта Булана. Удовлетворенный Иосиф медленно прошел меж крестами. Русы тихо отходили в иную жизнь. Льняные пряди разметались над их остановившимися синими глазами, широко раскрытыми, будто в жажде как можно больше светлого и хорошего запомнить и взять в память с собой из этого для них уже прежнего мира. Почерневшие, плотно сжатые, чтобы не издать ни стона, губы русов не шевелились. Над крестами жалобно кричали чайки. Лакомые до трупов, вороны, еще не смея приблизиться, уже каркали в отдарение. Запыхавшись, подоспел попугай, зеленоризый христианский епископ. Встал, опустил в растерянности кадила. Иосиф нагло пошутил: «Ну что, епископ, трудись, отпевай. Видишь, сколько Арстархан лишних душ на кресты посадил? И в смерти ухитрился язычников от их бога солнца отобрать, а тебе отдать. Ты можешь сообщить в Константинополь патриарху, что их всех окрестил. Глядишь, поощрение тебе будет. Да и не забудь упомянуть в своем Питакии, что это ты меня с русами поссорил. Получишь вознаграждение. Базилевс ведь очень хочет, чтобы ты меня поднял против русов. Он ведь боится, что русы опять прибьют щит к вратам Царьграда. А тут русы поостерегутся. Меня оставить у себя за спиной не решатся. Вот видишь, какой ты дипломат ловкий». Иосиф сощурился. Епископ как эхо повторял за Иосифом его слова. Как явился он как тень, так и остался тенью, хоть и вырядился в попугая, но сообразителен. Подобный Питакий уж точно пошлет. Своей удачи не упустит. Иосиф пошел прочь. Отошел уже достаточно далеко, когда, оглянувшись, вдруг увидел группу почему-то пощаженных пленных. Остановился, решительно вернулся. «Кто это?» Арстархан пожал плечами. «Женщины. Не знаю сам, откуда они оказались с купцами. Бледнокожие, светловолосые. Я так думал, что пленницы, но оружия при них не было. Я их приговорил к Геру Фанхасу, что заплатит половина тебе, царь, как положено». Иосиф рассматривал женщин. У многих были отрезаны косы, все были без одежды и украшений. Да, завтра на рынке появятся и платья, и украшения, и ценящиеся золотистые волосы. Арсии не потеряли времени даром. Иосиф размышлял. Потом жестом подозвал к себе стражников. «Я попрошу вас, храбрые Куткулдукчи, воины, не будьте жестокосердными. Пленниц вы обобрали, так что они теперь немного будут стоить. Поэтому, я думаю, не надо продавать их в рабство.
Оставьте их руссам. Уважим обычаи варваров. У них ведь принято, что на похоронах женщину мужчина берет с собой. Иосиф говорил так, будто и в самом деле хочет достойно проводить руссов и делает свое распоряжение только потому, что побаивается, что проданная Гером Фанхасом в другие страны, эти пленницы наболтает лишнего. Арстархан покраснел лицом. «Я уже обещал пленницу господину придворному банкиру. Гер Фанхас злопамятен, он посчитает, что я его лишил хорошей прибыли». Зеноризый епископ упал на колени и пополз к ногам Иосифа. «Смилосердствуй, царь! Не божье дело распинать женщин!» Иосиф передернул плечами. «Я не приказываю ничего дурного, и не надо их распинать. Отправьте на небо другим способом. Они варвары, у них принято умерщвлять женщину для воина на его тризне. Я просто уважаю их нравы». Шагая назад к городу, Иосиф думал о порочном круге добродетелей. Степняк, как само собой разумеющееся, искореняет род своего врага, до младенцев. Сам неизреченный бог накладывал заклятия на целые города, вроде Вивла, и целые народы, вроде гевлитов. Казненные пасынки, которые шли с купцами, наверняка собирались дальше в море и неблаготворительную милостыню раздавать, грабить за добычей. Да и он, Иосиф, не сам придумал сегодняшнее вероломство. Он только повторил то, что до него, иногда более, иногда менее громко, делалось. Вот вчера этот, сейчас стоящий на коленках и изображающий из себя милосердного епископ и Арстархан, оба действительно подбивали его на это вероломство. Заморские купцы, когда вчера принесли ему мешочки с деньгами, то заплатили не только за тщеславие иметь здесь, в Хазарии, своего единоверца царем и гаоном. Они платили и вот за такое устранение их торговых соперников. Так что же теперь сразу встал на колени епископ? Себя перед другими в добром свете показывает. Солнце поднялось уже достаточно высоко. В сером мареве накаляющегося дня было до нестерпимости неподвижно и спокойно. Лучи солнца омывали своим густым, каким-то жирным светом тела казненных мужчин на крестах и перекрученные в предсмертных конвульсиях женские тела на колах. Иосиф шагал по песку. За Иосифом вдоль берега, как привязанная к нему, следовала его лодка. Он рассердился, жестом отослал лодку. Когда до города оставалось еще с хороший полет стрелы, неслышными кошачьими шагами нагнала посланная Арстарханом охрана. Арсии обогнули Иосифа и полумесяцем пошли впереди, низко пригнувшись, без мечей, только с кривыми ножами. Сердито тряслись на затылках арсиев черные мелкие косички. Без косичек был лишь один, самый низкорослый и молодой. Иосиф пригляделся, узнал лосенка. Как наблюдателен Арстархан увидел, что обратил Иосиф внимание на лосенка, и вот уже отдал своего заводного. Включил его в личную охрану царя. Иосиф подумал, нужен ли ему под боком муж Сирах. Но потом решил, что все равно уже пора делать Сирах главной женой, а этому лосенку возвышение в личную царскую охрану будет наградой за отнятую жену. Видно, что он жаден, и он будет доволен, если Иосиф по-царски заплатит ему за Сирах. Иосиф откинул назад свою гордую, красиво посаженную рыжую голову, выставил вперед свою раздвоенную рыжую бородку. Представил, как прибавится ему блеску при красотке главной жене. Он зашагал на носках, чтобы прибавить себе росту. Он очень заботился всегда о своем росте.
В городских воротах его встретили приветственными криками: «У, лев берлоги! У, Гаон наш! У, высокомерный царь! Воздадим хвалу мудрости Иосифа! Он спас город! Он только что самолично пресек смуту! Там на берегу поссорились христиане с мусульманами, а Иосиф ссору пресек! О, Иосиф, ты достоин белой дахи!» Серах была незаменима. Как прекрасно она организовала встречу спасителя Отечества. Трубили рога, хлопали кожаные барабаны. Иосиф не удержался, довольно засмеялся, видя, как, увлекая других, упали прямо в грязь Мазбар и Шлума. Да, вот теперь он становится истинно царем, не по названию, а уже и по почестям. Позади распростершейся толпы улыбалась Серах. Что бы он делал без нее? Как она это прекрасно сообразила, что перед царем теперь должны падать все ниц, точно так же, как перед Каганом. А вот теперь он, Иосиф, в самом деле царь. Царь Иосиф чуть помедлил и решительно, как Каган, пошел прямо по распростертым телам. Внезапно справа от ворот какие-то люди в войлочных высоких шапках, подпоясанные веревками, поднялись с земли на колени, радостно замахали руками. Иосиф поморщился. Серах кинулась к ним, пыталась их оттолкнуть, сообразила, что единоверцы радуются искренне, но вести себя должны, как все. Сопровождавшие Иосифа стражника то ли заметили, как обеспокоилась Серах, то ли сами усмотрели непочтение. Стражники набросились на вставших на колени и размахивавших руками кувшинов с нещадными ударами. «Вниз! Вниз головы! В пыль ползите! Кто посмел подняться на колени? А, Кангшию! А, поганые тузурки! Сюда вы пакостите! Не жить! Будем бить палками! Ешьте пыль перед царем!» Единоверцев избили жестоко. Больше всех старался лосенок. Он выхватил плеть и, ловко ею орудуя, делал из своих жертв красных голышей. Иосиф одобрительно подумал: надо приблизить его к себе. Вот преемник Австархану. Как он старательно служит моему высокомерию. А это Тугара, прислуга, она вправду обнаглела. Вот уж прям Кангшию, вонь, поганые тузурки, кувшины. У Иосифа у самого даже сейчас в царском обличии оставался кувшин на голове. Правда, разумеется, не войлочный, а парчевый. Но себя он кувшином уже давно не считал. Почему он должен был считать себя ровней с людьми, которые не имеют головы, чтобы подняться из грязи? Он-то, Иосиф, ведь поднялся, а они не сумели и, следовательно, по-прежнему заслуживают, чтобы их считали вонью и избивали палками. Иосиф думал: хорошо проучили этих тузурки мои стражники. И чему эти вонючие тузурки обрадовались? За меня? Но я еще подумаю, приближу ли я кого из своих единоверцев, даже ежели увижу среди них способных людей. Конечно, поднятые из вони, они сильнее будут чувствовать, сколь мне обязаны. Но теперь на мне государство. Я царь Хазар, а не Кувшинов. Я должен быть широким в приближенных. Он махнул платком, чтобы ему подали лодку, и поехал на остров к Белому храму. Сегодня ему еще предстоял диван. Он построил его точно так же, как у багдадского халифа. Духовная академия провозгласила его своим гаоном и надела на него бело-голубые одежды первосвященника и святую черную шапочку первого духовного лица. Но ему нужно место, где он будет восседать на троне в короне. Диван. Совещание всех сословий в диване. И обставить его так, чтобы все почувствовали силу и величие нового царя.
чтобы все, как прежде когда-то на воинских советах у Кагана в Хазар-Михи, в праздничном шатре было, чтобы все ощутили, существом своим уверовали, сменив Кагана, выше его, великолепнее, стал царь Иосиф. Лодка мягко скользила по гладкой черной воде к белому храму. Гребцы опускали весла без брызг, слаженно, ровно. И Иосифу подумалось, что вот так же сейчас соскальзывает сама его судьба, только к храму ли? А что если к аду? Теперь его несет поток, из которого он уже не может выйти сухим. Он давно уже совершает грязные дела, которые не хотела бы совершать его душа. Раньше он хоть успокаивал себя тем, что он только орудие слепой силы, которая зовется властью, стихии насилия, которая не может быть доброй и благородной, потому что сама задача ее — подавлять других, властвовать над ними. Он был умелым, хитрым, бессердечным орудием этой слепой силы, но он действовал от другого имени, от имени Кагана. Он прятал за другое имя свою совесть. Теперь царь Иосиф на виду, и уже никому не объяснишь, что ты так же несом потоком власти, как прежде, что ты царствуешь вовсе не от себя. Царь может изменить какой-то отдельный случай, но он не может направить другим путем тот поток власти, который его вынес и понес. Подобно тому, как рахданиты и левиты-священники сделали из неизреченного совсем иного бога, чем был он у их же праотцев и пророков, так и из царя своего рахданиты захотят сделать не царя кочевников, а царя собственной торговой корысти. Только корысти. Торговая предприимчивость поднимает город на реке, выливает свежую кровь в его стареющие жилы. Но удержит ли он, Иосиф, эту торговую предприимчивость в границах интересов кочевого государства, а значит, своей власти? Из Кордовы и прочих сильных общин неизреченного бога будут требовать попрать интересы кочевников, а в конечном счете и самого города на реке, служить тщеславию и корысти этих общин. У себя здесь напористые и бесстыжие прозелиты породы Герафанхаса будут все более мордовать неизреченного бога, превращая его только в символ золотого тельца. А народ? Что получит от своего нового царя Иосифа народ? И какого народа он, Иосиф, теперь становится царем? Кто он сам теперь? Калирке? Посторонний? Но может ли быть царь посторонним для своего собственного народа, для того государства, на престол которого возвела его судьба? Моя цель — не разрушать, объединить, хочет внушить себе Иосиф. Я не повторю ошибки Обадия, который призвал в караимские, терпимые к другим верам общины неизреченного бога здесь, в хазарском государстве, ошибки одержимых нетерпимостью раббанитов и талмудистов из-за моря. Ах, как мне был сейчас нужен в Гаонах, верховных жрецах духовной академии, веротерпимый Вениамин. Но Гаон я сам, я связан. С кем? С чем? Иосифу страшно. День 28. Полководец Дабун Мерген. За Аро-морем доблестный алтайский полководец Дабун Мерген остановил катившуюся волнами орду. Впереди открывалась потрескавшаяся солончаковая степь с редкими островками травы. Зеленый мост от Орала до Урала, за 3 луны, по которому Дабун надеялся проскочить в Европу,
предстал ему шатким и хлипким, как две доски через пропасть. С одним полком он еще мог бы решиться на такую дерзость, но с целой ордой, с массой народа, с табунами, юртами, с семьями, которые тянутся в обозе, не пройти. И Дабун опустил медное знамя. Эх, как не хватало опытного проводника! Сбылось дурное предзнаменование. Если бы не умер этот старец, лось Булан-старший, небо будто нарочно поторопилось взять к себе старика, чтобы оставить Дабуна слепым. Что делать? Опыт кочевника подсказывал Дабуну, что надо дождаться нескольких ливней, но небо стояло над ним чистое и спокойное. Дабун Мерген с силой воткнул отвалившее на солнце пожаром медное знамя и приказал развертывать юрты. Из собственного полка выделил темников, ставя их над примкнувшими к полку добровольцами. Решил использовать стоянку, чтобы поучить добровольцев воинскому делу. С огорчением видел, что среди примкнувших к его медному знамени много сокпо, или по другому имени татар, не каткулдукчи воинов, а мирных пастухов, которые пошли за полком не ради добычи, а искать хорошую землю. Татар сманило за собой не медное знамя, а таботаи на синей арбе, гробы предков, которые свидетельствовали, что Дабун идет не грабить, а переселяться. «Придется мне еще обустраивать всех этих татар», — сердился Дабун. Но глядел, как хозяйственно вбивают татары опорные столбы для юрточных юбок, как сметливо выгораживает загоны для овец, и печень его потеплела. «Хорошая будет в моем эле масса народа, с такой эль не обеднеет», — подумал Дабун. Он уже чувствовал себя каганом, который обязан заботиться о всей массе народа. Дабун Мерген давал лошадям и скоту нагуляться, наесть бока на тучных пастбищах Арава и ждал первого ветра с запада, чтобы смело двинуться ветру навстречу. Он еще не был еда-медикун, способным вызывать дождь, как положено божественному Кагану. Но он уже порасспросил стариков и знал, что ветер с запада приносит в эту степь дождь. Конец первой книги. Книга вторая. Искупление. В лето 6473, 965 год. Иде Святослав на Казары. Слышавшие же Казары изидоша противу с князем своим Каганом, «Иступишася битися», и бывший брани. Одол Святослав Казарам, и град их, и белую вежу взял. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля. День 29. Рус Бут, отец своей славы. Ты река ли моя реченька, да ты река ли моя быстрая, ты течешь да не всколыбнешься, с берегами не сравняешься. Разговаривал Бут с рекой. На левом низком песчаном берегу Бут, на черном от смолы кресте, который день он на кресте, и тяжко ему, и давно хочется уйти, отлететь от тела его душе, но как уйти, отлететь душе в иной мир, то ли не попрощался отец с чадом своим. Ждет твою славу доченьку. Бут верит, что прознает дочка про расправу под городом, придет, прибежит. Взошло и уходит, подошло к горизонту солнце. Прилетели и улетели вороны, клевавшие мертвые тела. Но ждет Бут, не отдает небесам душу
из последних тяжких сил ждет. И одна-то его река-реченька успокаивает, убаюкивает. Но страшится смежить веки буд, что уж не проснется, страшится. Солнце зашло, закатилось. И уже встала низкая луна, нависла над крестом Будда, над крестами с его товарищами убиенными, над колами с пленницами, в мучениях скончавшимися. Что луна? Что рано вышла ты сегодня, бледнолицая? Уж не на свадьбу ль к брату любимому, Хорсу Солнцу, поторапливаешься? Ах, спросить бы Будду у красного солнца, ведь всю землю за день обошло, согрело солнце. В свете светозарны, о прекрасное солнце, прости мне мою неслыханную дерзость, но скажи мне, господине, где черь моя еси? Прознала ли она про отцову муку? Поспешает ли закрыть отцовы очи? Ах, спросить бы Будду у бледнолицей луны, всю землю луне теперь баюкать. Прекрасная сестра солнца, прости мне, купцу, мою неслыханную дерзость. Скажи, госпожа, где моя Воислава, дождусь ли я, отец, черь свою? Так вот спросить бы у солнца и луны купцу русскому Будду. Но нечем Будду закричать, крикнуть мольбу своему прадеду солнцу, сестре солнцевой луне. И с рекой-реченькой лишь глазами говорит, разговаривает Будда. Реченька-то вот к ногам подбежала, у ног волной плещет, а до прадеда ему как докричать? Вырван злым буланом язык у Будда, солнцева правнука, и лишь жалкий клёкот, будто грай вороний, вырывается из его глотки. И спустил Будд клёкот и затих. И опять хочется ему веки смежить, прикрыть глаза перед дорогой дальней, путем в мир иной, не близкий. Но нельзя, никак нельзя уснуть Будду навеки, потому что не наставил он доченьку родимую. Вот так получилось, что не наставил. И уже помутнели у Руса глаза, и предсмертная пелена, яко мгла, накатила. А все всматривается Будда сквозь пелену в речную даль. Но что же не спешишь ты принять отцов завет Воислава? Но безлюдна гладь реки и пустынные ее берега. Только никнет на другом высоком берегу трава от жалости, да древо там стугою к земле преклоняется. Эх, далече залетели соколы, птиц бия, да бесславно пир свой закончили. Эй, Карна, готовь русам черные пополомы, одевай их в траурный саван. Эй, Желя, скачи ты за место дочери Воиславы вверх по реке Рус, в землю руськую, размыкай огонь людям в пламенном роге. Пусть заплачут русские жены, пусть застонут тихо невесты, уже им своих милых не мыслею смыслите, не думаю сдумайте, ни очами повидать. Мгла на реку идет, напряг руки Будд, хочет вырвать запястье из гвоздей, не вырвать. Добротно потрудились вероломные убийцы, когда прибивали. Вот и не протереть глаз Будду, серую мглу из глаз не прогнать. Дернулся Будд с креста, что было последней уходящей силы, застонал, замычал от
полей. И ушел. Отступил от руса смертный сон. Не смог оторвать буд своих ладоней от креста, не смог протянуть к глазам свои руки, но пелена с глаз сама спала. И теперь зорчий зоркого снова увидел буд реку, и из реки вышла к нему его павшая в бою жена Славена в белой с зеленой оторочкой рубахе, сложенной на голове тугой косой, с купеческой серебряной гривной на белой шее, с усерезями бахташанскими зелеными в ушах, вышла к нему Славена. Добрая память тебе, Славена, благодарствую, что уже пришла, а я думал, только к утру увидимся. Думал, вот наставлю дочь и к тебе. Думал, за ночь и довезут меня до иного мира черная Камони. А ты вот сама пришла. И обнимает руки Будда Славену, и хорошо буду. Не говала его всегда Славена ни за золото, ни за богачество, за прорусость мягких кудрей да очи синие любила. А ведь и можно было его любить. Пустошником никогда не слыл, но и как мытарей не копил чаги да рязаны, а что гостем торговым был, так это потому, что в деда и в отца не мог прожить без свиста ветра в алых парусных поволоках, без костров в речной Болонии, без дивовища на страны заморские. Да ведь и дела за морями не одни гостевые устраивал. Заложился он с юности за Ольгу, великую княгиню, под ее покровительство стал, и когда скакал на добрых своих камонях на запад, через всю Европу по странам немецким до Андалуса и Ферранджа, то гость быдеял, да и примечал, что говорят в оных странах про королеву русов Ольгу, и какую пользу для Руси из оных стран перенять надлежит. Наперед посольств часто Ольга Буда посылала, чтобы глазом купецким, въедливым врагов от друзей, заранее отличил, а и где он только не был Буд. На горбатой спине верблюда даже не раз качался, через пустыни добирался на юг до Басры, Ахваза, Фарса и Кермана, торговал мехами и воском в Дамаске, а в нынешний поход потому на 2 лета и задержался, так дела Ольгины в Багдаде с халифом Ал-Мути, у которого мать из русов, ладил, и не прослужился, с матерью халифа по-русски речи вел, ей про отечество поведал, доброй торговли и взаимности меж арабами, и Русью дорожку проложил, подкрепил. Да вот не обскажет уж он ни Ольге про переговоры в Багдаде, ни первому советчику ее воеводе Свинельду. Последняя надежда была с дочерью весть послать, но не пришла закрыть ему глаза Воислава. А ведь и про готов, кои в Крыму осели, надо бы тоже Ольге весть передать, что просят, чтобы под себя их забрала, потому что Иосиф уже оборонить от врагов их не может. Говорит, рассказывает, жалуется в мыслях своих Буд родной жене Словении про добытые им важные вести и пробуждается от дремы. Даже в дремотном забытье державные заботы сил Буду придали. Встряхнулся Буд и уронил голову на грудь. На что силы ему последние, коли, как в Бусово время его предки, на кресте он распят, осоромленный, с уроненной честью, с вестями, о которых в Отечестве не узнают. Ну где же ты, чадо мое Воислава?
Ужели про ссором отца, про смерть мою лютую все не прознала? Или бродишь ты уже где-то здесь, меж крестами, в расклеванные лица вглядываешься, отца опознаешь? Сейчас обнимешь отцовы ноги гвоздями пробитые, снимешь с креста отца своего горемычного, на желтую рень, на песок чистый уложишь. Раны промоешь, песню погребальную воспоешь. Чу! Расплачется мало птичка, белая перепелка. Ох ты мне, молодой, горевати! Хотя старый дуб зажигать и мое гнездышко разорите. Ой ты, ветер ветрила, ой ты, река-реченька, ой, луна-месяц, сохраните гнездо малой птички-перепелки. Не дайте оставить меня отцу в стране чужой дикой. Сотворите чудо. Ветер ветрила, река-реченька, луна-месяц, воскресите отца убиенного. Мнится, слышаться буду, близко-близко доченькина песня. Мнится, верится. Уже скрипнул тонко песок, и травы в степи заречной зашелестели, и живой водой вот-вот на кресты заплещет, прикоснутся едва доченькини руки к остывающему его телу, как возьмет он тепло от ее ладоней, и заживут, затянутся его раны. И уже мнится, чудиться буду, что окропит живой водой, теплом рук своих согреет всех погубленных русов его доченька, что уже к чарованию она приступила, уже зельем заговорным многих подняла. Осторожно освобождаются от гвоздей раскинутые руки, и соскальзывают тела со крестов, и, неслышно ступая, уже пошли, идут к реке его товарищи, обмывают кровь вологой водой из отечества, из земель русских притекший. И за весла в быстролетные челны садятся. Ой, Воислава, доченька, чадо мое, отца-то своего воскресить позабыла, хочет крикнуть буд, и не кричится ему. Спрятался внутри, не выходит из груди его голос. Ой, доченька, отца-то поцеловать, разбудить не забудь. И внезапно чувствует Буд, что обняли его теплые и чуть влажные доченькины ладони, и тянется Буд к ладоням доченьки, и веки уже опущены поднимает, и видит, что это всего лишь волога вода докатилась, до подножия креста дотянулась, ноги гвоздями пробитые омочила. Нет чуда на свете. И глянул в последний раз на реку Буд, и разглядел, что поплыли по реке венки девичьи. Подумал, кто-то свадьбу играл, кто-то лад миловал. Плывут брошенные в воду девичьи венки, а вниз по реке в море уходят, чье-то отрочество, девичество уносят. Ушли Воиславы среди венков венок. По годам-то Воислава уже в возраст входит, пора свадьбу играть. А уж и кто-то будет ее милой суженой. И плеснула Волога сильнее у подножия креста, и опустил глаза Буд. Поднесла вода к кресту узорочье белое невестина. Уж зачем ты в воде узорочье невестина? Уже кто в воде с девицу невестина узорочье поснимал, красоту девичью себе забрал? Уж не с невесты ли Хорса солнце, не с девушки ли, которые по весне в воду бросают? Солнце, задабривая узорочье, эта вода сняла. И страшней страшного стало Буду. Не провидение ли ему, не знак ли небесный?
а с волной еще больше воды прибыло, и подняло невестин наряд. Дальше в море нести хотела, но уцепилась узорочье белое за подножье Будова креста, как снег у подножья лежит, тихо на воде колышется. И плеснуло зело на реке, и как червленое копье уколол синюю небесную высь откуда-то из-за черты меж небом и землей прощальный луч солнца. Подана повозка Хорсова, и уж не глазами своими, но узрел душою Буд, как стали собираться в прощальный путь души руссов. Дернулся на кресте рядом с Будом широкоплечий, могучий молодой рус. Думал Буд, что давно отлетел тот, но вот только теперь не то простонал, не то вскрикнул, и, бессильно уронив голову на грудь, навсегда затих товарищ Буда по злосчастью. И услышал Буд еще и еще такие же стоны, вскрики вокруг, и понял, что то ушли, отлетели последние из умерших русов. Торопись и ты, Буд, вот-вот тронется Хорсова повозка, не могут уже ждать лохматые кони. Уйти надо тебе с ними, с товарищами своими, Буд. Но не может уйти Буд, и сил нет, а живет. Дожидается дочери, весть на Русь с дочерью передать хочет. Сказать должно Ольге, княгине великой. Стоит белая вежа, башня на выходе великой реки Рус к морю. Прыгает на башне управитель Каганов, руку на реку простирает. Реку цепью железной перегородил, корабли останавливает, торговых гостей русских убивает. Руси выход к арабам в Китай и Индию белая вежа перекрыла. Пора русскую заставу на белую вежу поставить. Народов кочевничьих, больших и малых, под рукой хазарского Кагана, как ветвей на дереве. Но прогнил ствол. Каган в куббе, юрте золотой, как в золотой клетке сидит, государством давно не управляет, славу и силу свои потерял, войска не имеет, и кликни клич о военном походе, уже войско не соберет. Посему самое время сейчас для Руси взять те народы, что сейчас под рукой Кагана, под свою десницу. Передать должно Ольге, что пора. Пробил час сына Святослава к великому походу собирать. Хазарам за дань, что прежде Русь им платила, возмездие нести. Развалилось кочевничье государство. В един город и торговля ушло, а корни свои растеряло. Возил прежде от Ольги к Кагану купец Буд свитки посольские с золотой печатью, весом не меньше, чем в 2 новоримских солида, какие в грамотах промеж великими державами положено. Теперь пристала пора послать 4 слова только. И представляет Буд, как сам передал бы он Иосифу роковые 4 слова, как рыжий Иша Иосифу правитель трясущимися руками развернул бы при нем Буде грамоту и прочел бы: «Иду на вы, Святослав».